Так, добрый день, приветствую всех, друзья. Сегодня 26 марта 2022 года, с вами снова я, Арцуев Аслан, на канале Реалити. Так, друзья, приветствую, ассалам алейкум, дедик дуэль масейра. Давайте проведем сегодня еще один стрим, вчера не успел, был очень занят. Так, в начале стрима хочу сообщить цифры, которые сообщает нам вооруженный штаб, ну, или ЗСУ, Збройные силы Украины. 16 400 людоедов уже уничтожено, сотни, более 500 танков, более 100 самолетов, столько же вертолетов приблизительно. И вот в таком контексте идет война. Все хорошо у нас. Что не скажешь, конечно же, у фашистов. И с большой вероятностью визги увеличиваются все сильнее. И с большой вероятностью вот этот ублюдок из Кремля может совершить какую-то большую подлость. Будем наблюдать. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, юзер. Машоль. Так, друзья, пишите ваши комментарии, заходите и обсудим ситуацию, сложившуюся в Украине. Хома. Да. Хомацует Украине. Ах, со, ибера. Со Украине. Моу цагаусум, ты я ползбырк. Он меня спрашивает, когда я поеду в Украину. Я здесь, в Украине уже. Видишь, сзади флаг висит. Ну и в Америке заодно, и в Ичкерии. Alles gut, alles gut. Самогатти, сон, самогатти. А почему ты хочешь, чтобы я поехал в Украину? Зачем тебе это нужно? Ответь мне на вопрос. Ты не хочешь, чтобы... Что? Чтобы, ну, для чего же ты это говоришь? Наверное, ты это говоришь для того, чтобы меня там... Рамзанс дүйцер. Салам алейкум. Алейкум салам, Шамиль. Рамзанс дүйцер. Це дүйцер у нас хау адийца. Ответь, зачем ты хочешь, чтобы я туда поехал, в Украину? Зачем? Чтобы я что? Убивал людей, сам погиб. Для какой цели? Чтобы что? Чтобы что, говорит? Можно вот так увеличить. Ох, оказывается, можно чуть-чуть провести пальцем вправо и увеличить те комментарии, которые вы пишете. Круто. Чтобы Томба. Ну, чтобы воевать ты. Ну, воевать я гуманист. Я против убийства, против насилия. Ну, я понимаю, что преступник вооруженный, который врывается в твой дом, он должен быть остановлен. Вооруженного преступника можно остановить только силой. И поэтому с большим сожалением приходится констатировать, что все-таки нужно уничтожать тех, кто пришел с оружием в руках на вашу землю. Поэтому, я не хочу убивать. Я вообще против даже смертной казни для даже самого отъявленного убийцы. Только лишение пожизненно его свободы. Но это так. Мое мнение. А так, ну, там достаточно людей, чтобы воевать. Никто не зовет меня. Я веду свою борьбу, свою войну на информационном поле против русских фашистов и их прихвостней. Молодец, Ука, им дусюец. Молодец, Мусабадович.
Низам Джон Сейлера. Ну, если нужно будет, конечно же, я чеченец, я мужчина, я могу постоять за себя, мог. Я уже не молодой человек, почти не молодой, мне 45 скоро, поэтому поверьте, я могу себя защитить. Так. Ну вот есть некоторые люди, которые постоянно им звонят, там, их там кадыровцев, я имею в виду, там что-то им грозят и так далее. Почему они не едут, я не могу понять. Такие воинственные у нас есть люди, но только по телефону, видимо. Так, попроси зрителей поделиться трансляцией и пригласить друзей, мне тут пишут. Так что прошу, доброго дня, як ваши справи? Дуже дякую, Миша, все хорошо. Как у вас дела? Как там орки? Смотрел, очень много сдались в плен. Но на самом деле, вот они сдаются в плен, и я не злорадствую вообще по этому поводу. Я считаю, это самые умные люди, которые там так поступают. Да, некоторые сдаются, когда там уже деваться некуда, он сам мерзавец, подонок, ненавидит Украину, украинцев, это все возможно. И вынужденно сдается в плен. Да? Но по большей части, мне кажется, там люди не хотят против вас воевать. Это там в Москве где-то, там в Костроме сидят, они смотрят телевизор, получают облучение и ненавидят вас все. А вот кто непосредственно с оружием в руках приходит, особенно когда не мотивирован, а мотивации у них нет никакой, и слава богу, что у них ее нет. Вот эти людей я не считаю, что не трусами, ни какими там это. Я считаю, что они правильно поступают. Им нужно сдаваться, массово сдаваться. И это самое верное. И вообще, я, знаете, пользуюсь вот сейчас пока вспомнил, хотел давно, думал уже над этим несколько дней, обратиться к кадыровцам, которых отправляют. Я вот недавно смотрел видео, где, по-моему, вчера или позавчера я видел это видео, где кадыровцев отправляют, позавчера, кажется, это было. Отправляют, и там матери плачут, там все такое, уже как бы это такое волнительно становится, да, не просто какое-то, поехали денег зарабатывать. Это уже люди переживают, это очень хорошо, что люди переживают, потому что это не наша война, и нам там делать нечего. Но я бы посоветовал кадыровцам, которых туда отправляют, и вообще другим чеченцам, которых туда отправляют, гражданам Чеченской Республики Ичкерия, которые оккупированы, я посоветовал бы им сразу переходить на сторону Украины. Вы ничем не запачкаете свою честь и свое достоинство. Как только вы поднимете свой автомат в сторону украинцев, вот тогда вы запятнаете свою честь, свою совесть, ну и, конечно же, и уголовное преследование в случае, даже если вы выживете. Однозначно это будет. Поэтому я обращаюсь еще раз к кадыровцам и чеченцам, которые насильно или по незнанию туда отправляются. Переходите на сторону Украины, сдавайтесь. Переходите на сторону Украины, и если вам украинцы разрешат, а там чеченцы наши воюют, и попроситесь к ним, и вместе с ними воюйте против фашистской России, которая вас туда отправила. Если же вы не хотите воевать, да, как бы вчерашних своих, да, хотя против них воевать даже гуманистам можно и нужно при необходимости. Поэтому, если вы не хотите воевать, вас могут переправить в Европу. Некоторые страны уже изъявили желание давать вам политическое убежище, вам и вашим семьям. Я еще отдельно это видео запишу, еще раз, я в самом начале войны это записал, еще раз буду напоминать, постоянно вам об этом напоминать. Не воюйте против украинцев, ничего вам украинцы плохого не сделали. Ничего. Они такие же, как мы, они защищают свою свободу. А чеченец не может ни в коем случае быть против того, кто борется за свою свободу. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Доброго дня, як ваш справа? Так, это быть против того, кто борется за свою свободу.
Так, давайте почитаю ваши комментарии. Доброго дня, як ваш справа? Так, это я уже читал. Знайшов ефір, де людина питалася доказати, що Зеленський заробляє на крові. Що ви думаєте про це? Миш, я думаю, Зеленский пока выполняет свои функции неплохо, даже все удивляются, не убежал там и так далее. Вообще в голове такое не должно быть. Человек, избранный народом, должен, как это, может убежать. Ни в коем случае. Поэтому про Зеленского я пока ничего сказать не могу плохого. Так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, нохчи машой. Друзья, ставьте лайки, распространяйте наши. Сегодня я вышел почти в 2 часа в эфир. Поэтому, я так думаю, немного моих постоянных зрителей сегодня в это время сейчас находится. Да, и суббота сейчас в ТикТоке. Поэтому я прошу, ставьте лайки, распространяйте наши видео. Так, нам гусек какой-то заявился. А ты кто на самом деле? Как своего богатства набрал? Как своего богатства набрал? Что ты имеешь в виду богатство? Мои года, мои богатства. Спасибо, Миша. Миша поделился трансляцией. Попросите остальных сделать то же самое. Мне тут пишут. Что ты имеешь в виду богатство? Мне 45 будет сейчас летом. И вот это мое богатство. Я очень богатый человек. Так, друзья. Что еще? Миш, расскажите, как у вас там дела? Поделился трансляцией. Вот, Мил поделился. Спасибо вам большое. Делитесь, распространяйте. Вот, и лайки пошли. Вот вам все напоминать надо, друзья. Основно, как сказывается, санкции, введенные на российские, на России сказываются на Европу. Слава Украине, героям слава. И Грузии тоже слава. И Ичкерии, конечно, разумеется, тоже. Так, Ночь, отвечаю тебе. Санкции, они имеют такой двойной эффект, да, и те, на кого вы накладываете, вы же занимаетесь с ними торговлей, бизнесом, да, вы же это делаете не ради себя. И вот, но ВВП России занимает 2% во мировом ВВП. И эти 2% как-то справляются. Но вот проблема в том, что у России из-за этого просто глобальные, грандиозные просто проблемы. То есть фактически проблема в том, что у России из-за этого просто глобальные, грандиозные просто проблемы. То есть фактически Россия уничтожена, экономически уничтожена. Они сейчас будут рыпаться, они будут сейчас там где-то искать, но и там еду, продукты и так далее. Но все будет ломаться. Нельзя контрафактом, какой-нибудь там контрабандной продукции все менять все время. Да? Например, возьмем те же нефтедобывающие отрасль. Это я плавно с Европы перешел на Россию. Например, бурение нефти, да, там, на глубоких там, или особых погодных условиях, климатических условиях, да, не все компании могут там делать разное оборудование для этого, и комплектующие для этого оборудования, те же машины, да, они могут Макдональдс переделать там какого-нибудь там дядю Ваню и в этом направлении там работать, да, это они могут, продукция Макдональдса там фактически производилась там в Белоруссии, в России там, и так далее. Но на этом же жизнь не заканчивается, да. Тот же газ, например, они сейчас говорят, газ будут в рублях только продавать. Но у них просто не будут покупать. Наша прекраснейшая Германия, которую я очень сильно люблю, она отказалась от русского газа. И я еще сильнее полюбил эту Германию. Договорились с Катаром, нефть и газ будут качать оттуда. Поэтому у России все плохо. Просто не надо даже надеяться вот разным матерым ватникам, что что-то исправится. Нет. Все, они сами себе выстрелили даже не в ногу
чтобы там еле ползти, даже не в голову, чтобы просто застрелиться, а в живот, чтобы умереть мучительно. Они сами себе сделали. И слава Богу, я говорю, слава Богу, наконец-то русский народ пожимает то, что он другим всегда делал, желал и так далее. Их же Путин, который их взорвал в 99 году, которого они вознесли до небес, он теперь их опускает просто ниже плинтуса. Нормальные люди и так понимали, да, когда даже деньги были и так далее, что такое Путин и что он творит. А ненормальные там ватники там и разное другое быдло, ну вот они пускай пожинают. Слава Богу, что они так будут пожинать плоды. Так, давайте почитаю ваши комментарии. У нас каждого дня по-разному. Да, это война, я полностью согласен. Так, как? Так, это санкция, окей. Так. Як справи, все так, все хорошо. Ваши як. Дивився Зеленський, Ukraine, no trash. Так, мені питають доказати, що Зеленський зарабатывает на крови, да? Я не думаю, что он зарабатывает на крови. Ну, ребят, смотрите, конечно, я всех деталей не знаю. Я знаю, что в Украине есть коррупция, как во всем Советском Союзе она, в постсоветском Союзе она была, есть и остается во многих странах. Даже в Германии есть коррупция. Конечно, мы, вчерашние советские граждане, переплюнем любого в этой коррупции, но она есть. Это очень плохо, особенно во время войны, там все такое и так далее. Но давайте я вам просто расскажу пример про нашего Джохара Дудаева. Нашего Джохара Дудаева даже наши враги называли слишком бедный и слишком честный. И даже наши враги его так называли. Его родственники пострадали. Как вы знаете, он сам погиб на президентском посту во время войны. При всем при этом его называли засланным казачком, что у него миллиарды за границей и так далее, и так далее. Все, кто его называл засланным казачком, все, кто его называл коррупционером, там, плохим человеком, не мусульманином, там еще кем-то, ну, что только не придумывали на него. Там, еврей, он говорили, типа, не чеченец, типа. Ну, много что говорили. Это все была ложь, но так говорили наши враги. Вот они так запускают. Понимаете, вот информационные вот эти свои уловки они запускают. Вот поэтому не верьте, не ведитесь. Вы должны быть единым кулаком. Мы все должны быть. Украина одна не выстоит. Мы все должны быть за Украину. Мы все должны поддерживать ее. Но когда украинцы начнут между собой грызться, поверьте мне, который поддерживает вас, несмотря ни на что, да, хотя есть некоторые моменты, которые могли бы, да, но это не сейчас. После войны я буду это высказывать. Тогда и вы будете в другом состоянии, чтобы мне отвечать. И я буду тогда более уверен, что не пострадаете вы. Поэтому для нас важно, для сторонних наблюдателей, украинцы, услышьте меня, пожалуйста. Для нас очень важно, чтобы вы были едины. Зеленский это будет, Порошенко это будет, без разницы, кто это будет. Главное, чтобы вы были единым организмом, единым кулаком и били врага. Вот что сейчас важно, чтобы вы победили, чтобы вы выстояли. Вы будете в таком же униженном состоянии, как сегодня эти кадыровцы. Кадыровцы это еще не так унижены, хотя они унижены, но они еще не так это видят и понимают. Весь народ наш чеченский в заложниках находится, в тяжелейшем положении. И заставляют идти воевать против свободных людей. Посмотрите, то же самое грозит вам. Ни в коем случае нельзя. И это проиграть нельзя. И это связано еще с тем, что мы уже потеряли сотни тысяч наших убитых людей. Мы потеряли генофонд, нашу молодежь.
пугают, убивают, сажают. И вам это грозит, украинцы. Это будет катастрофа века просто, если Украина проиграет. Для украинцев в первую очередь, да и для всего мира тоже. Поэтому вот такие вот дела. За як час Россия распадется на разные державы. За який час, когда? Я думаю, Россия в ближайшее время распадется. Конечно, нужно в этом направлении работать. Украина эти 8 лет войны, хотя нужно было это делать всегда, и до войны тоже, понимая, что у вас братушки ваши, они не такие уж и братушки. Я очень надеюсь, что в этом году, это последний год России. Я очень на это надеюсь. Я на это очень надеюсь. В России уже все поняли, куда они влипли. Даже отъявленные ватники, да, там, ну, за редким исключением, которые еще держатся, да. Я смотрел видео, выехал мужчина в Львов из, по-моему, Харькова. Может, ошибаюсь, может, с Мариуполя. Неважно. И он со слезами на глазах, это русскоговорящий, русский украинец, он говорит, я не верил, до последнего момента не верил. Ему говорят, ну когда вы вот поверили, что вот все-таки русские это оккупанты? Он говорит, когда бомбы падали, я не мог поверить в это все. Понимаете, вот как зомбирует эта пропаганда. Вот как они, вот это все делается. Но явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. Рано или поздно ложь проиграет. Да, аль-му'ла. Искренне в это верим. Искренне. Поэтому они сами заврались. У них все плохо. Вот я назвал этот стрим «Визги Путина становятся сильнее». Абсолютно это так. Я смотрю российскую пропаганду для того, чтобы понимать, что у них там происходит. Но у них все плохо. Вот все просто. Они не знают, что делать. Они на грани просто публичной истерики. Они пока еще публично не выносят. Все. Их армия утилизируется. Уничтожение идет полный рост. Самое главное, моральное уничтожение. Они не ожидали, что украинцы так выстоят, так достойно дадут отпор. Но на этом не заканчивается. Они будут еще посылать войска, еще путинское эго, которое вы задели, украинцы, защитники Украины. Оно очень болезненное. Он трус. Он из этой крысы, из этого своего бункера не вылазит. Потом американцы накручивают там уничтожить Путина. А он трус. Понимаете? Если бы они говорили уничтожить Россию, это бы его очень воодушевляло бы, потому что он бы прятался за этой Россией. Он всегда так делает. Поэтому все у них плохо. Морально, психологически вы взяли эту высоту. Все. Ее главное удержать. А для этого должен быть барт. По-чеченски это называется барт. Это единство. Это мы тоже проходили, друзья. Я поэтому настаиваю. Да, настаиваю на том, чтобы вы поддерживали друг друга. Так, надеемся на перемогу. Да, мула, дай Бог, дай Бог. Дай Бог. Привет с Киева. Привет, Киев. Держитесь. Так, Россия почувствует свое наказание от Аллаха, иншаллах, всему свое время, Александра. Да, она уже получает это. Она уже получает по заслугам. Ребят, вам просто нужно продержаться. И все. У вас отличное положение. Это еще контрнаступления не было еще. Оно не 100% оно будет. Оно не может не быть. Не бывает так. У вас генштаб работает просто как часы швейцарские. Все отлично. Да, и внутри кто находится, видят недочеты, разные там моменты. Ну, все мы люди. Но посмотрите, с кем вы имеете дело, и вам станет легче. У вас коррупция. Посмотрите, с кем вы имеете дело.
У вас там усталость. Посмотрите, с кем вы имеете дело. На чужой территории, в сотнях километрах от помощи. Они находятся в паническом состоянии. Гибнут генералы, руководящие разные командиры гибнут. Не помогает им пропаганда, которую они там накручивали, там кадыровцев тогда включали. Не помогли. Мы, чеченцы, помогли побороть тех, кто у вас там воюет, в первую очередь. Помогли перебить эту волну вот этих кадыровцев. Нас запугивали какими-то кадыровцы, какие-то каратели. А знаете, я видел еще один ролик. Кто-то там, или ингуши, или чеченцы, или дагестанцы пишут. Все говорят о кадыровцах, говорит. Но ведь первые туда прибыли на границу, типа пересекли границу дагестанцы и ингуши. Им обидно, что все лавры достались кадыровцу. А бить-то потом будут этих кадыровцев. Да, все верно. Кадыровцы сами же трусят Украину зайти. Абсолютно верно. Ребят, чтобы вы понимали, кадыровцы это, ну я их называю лугандонцами, это ваши лугандонцы, чтобы было понятно. Но и это не совсем так. Кадыровцы это когда Украина не выстояла, проиграла, и те люди, которые были против оккупантов, они перешли на сторону вот этой России. То есть силы, не обманутые, ни по какой-либо другой причине. Из-за страха перешли. Ну, конечно, сейчас молодых, которых набирают, это люди, которые под пропагандой. Это вот это лугандонцы. А вот Кадыров, Рамзан, Адам Демельханов, Магомед Даудов, это все люди вчера, которые вроде бы как были на нашей стороне. Поэтому это трусы, это люди, которые покорились силе. И вы показали силу, все. И этот аргумент для них более чем достаточен. Они не имеют отношения к чеченцам, которые на колени поставили российскую армию. Их несколько тысяч было, этих чеченцев. И вот из них, кто выжил, лучшие из лучших военные профессионалы, находятся у вас. Мы много потеряли, конечно, наших бойцов, наших воинов. Но кто выжил, то есть имеющий опыт и моральный дух, вот эти люди, они все за вас. У вас в Украине огромное количество молодых. Вот такие вот дела. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Вы думаете, россиянцы братский народ, а оказалось заноза. Да? Так, дальше мечтай. Хорошо. Ичкерия уже один раз пыталась. Так. Да, все верно. Когда сами уже... Там гордиться и радоваться нечем. Да. Батальон имени Джохара Дудаева. Расскажите про них. Ну, я мало что знаю про батальон Джохара Дудаева. Я знаю Адама Осмаева, ну вот столько, насколько вы его тоже знаете. Я так с ним переписывался. Я общался с Аминой до ее смерти. По Фейсбуку мы с ней общались, там я поддерживал и так далее. И когда Амины не стало, вот информационно вот все это обрушилось, потому что на Амине была вот очень большая вот эта доля ответственности. А сейчас вот Адам опять вышел, появился, как пошли боевые действия, и говорит, что что нормальное количество, не знаю сколько, и вот они ведут или не ведут боевые действия, готовятся вести боевые действия. Я не знаю все детали. Ну вот что я могу сказать. Я считаю, что Адам искренний парень. Вот что я могу сказать по этому поводу. А так посмотрим. Кадыров шайтан. Кадыров шайтан это Хосагиацо Кадыров шайтан бош. Вигуи никватинак. Сагиацо хумаяцо. Хо бешвала. Хаули хаэлсвик. Хаэл бешдоц хоздо. Везде, куда влазят рашка, начинаются конфликты. Да, совершенно верно. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава, Мискет. Слава России, слава Украине, слава Ичкерии. Состав Украины.
Так, Россия скоро не будет, так что нет ей никакой славы. Славе. Кадыров мерзавец. Вы будете что-то писать хорошее про Кадырова, я буду все равно это переделывать, как я хочу. Поэтому можете не писать. Вот я отвечаю тебе, Кадыров мерзавец. Так, друзья. В составе Украины, Россия, Украина. Слава Украине, слава Ичкерии, героям. Слава. Слава фашистской России, кто-то пишет. Везде, куда влезет Рашка, начинаются конфликты. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Так. Этого ублюдка шайтанообразного я тогда заблокирую, потому что они пишут ники, что они против Кадырова так и так далее, и начинают людей таким образом дурачить. Поэтому я этого ублюдка уберу. Кадыров это пес Путина, да, абсолютно верно. Та асна сун хоkarу ах хосер дуай хосег уа. Сыг хума яцко хиц, давай хиц. Хавул со каруа виш вацо со давон. Сыг хума маяцо, беш маяцо, шикапег мабушу маяцо, каруару. А я да хутту то маярил. Є кадировці, як ще з Чечні групи. Кадировці, як іще з Чечні групи. حول مشاوة حول والله وصوا حون لوچك وجرمانة حون تي حول بيش دوت حوز أميلش دبيه пойден маячу. Россия такие секунды, просто смех. Кадыровцы видят от страха. Кадыровцы, як еще в Чечне группы. Я не понял, Миш, что ты написал. Кадыровцы, яки, что в Чечне группы? Не понял. А наши зовут кадыровцы, говорят, приезжайте, брить будем. Да я вижу, что говорят, это, ну, все, их никто не боится, и показали им, а то начали такую вот тему нехорошую. Чеченцы, какие они чеченцы? Поэтому они уже бритые приезжают. И вот я говорю что-то на кадыровцев, я вам их на молекулы раскладываю и рассказываю, что это за чеченцы, да, какие это чеченцы, которые перешли. И заходит человек под ником Кадыров Шайтан, то есть он как бы противник Кадырова. И когда я начинаю эти вещи говорить, он начинает меня выводить из себя, там, угрозы мне посылать и так далее. Но я ему говорю, приезжай на любую точку Германии, я сам к тебе приеду. Но он не приедет, потому что это подрусская скотина кадыровская, которая под ником разные, и типа против Кадырова ники у них, и они начинают вот такие вещи говорить и делать. Еще, знаете, я вот увидел у Кадырова ролик, где он там про Цымбалюка, Арестовича, Гончаренко говорит. Среди них, вот тех людей, которых он показал, могут быть люди, которые работают на них. Это тоже учитывайте. Потому что они, знаете, как делают? Они создают, вообще все у них симулякры. Они очень хорошо научились симулировать, да, создавать симулякры. Они создают демократов, оппозиционеров, своих врагов и так далее. И вот вокруг этих людей, вот их врагов, собираются определенные недовольные. Вот Кадыровым недовольны люди. И вместо того, чтобы вот это недовольство не ушло в массы,
да, и неконтролируемое управление, что было управление вот этими недовольными массами, они создают симулятор, специальный симулятор, который недоволен Кадыровым. И он начинает гнать на Кадырова, вот этот симулятор. И все вокруг этого симулятора собираются. Ну как, говорит ведь плохо про Кадырова, значит все, это свой человек. Там. Он очень может дерзко что-то сказать. Но потом при этом они могут попросить Путина там, не преследовать их. Да, как бы Путина не трогают. А кто такой Кадыров? Кадыров это всего лишь инструмент в руках Путина. Но они не говорят про Путина все время про Путина, все время про Кадырова говорят. И вот такая же приблизительная тенденция поворачивается у вас, украинцы. Вы сейчас все начали, ну так, Кадыров там вам говорит, вы ему говорите. И как бы Россия как бы ни при чем. Я вот смотрел видео в прошлом, еще позапрошлом стриме, я это как-то упоминал. Юлия Латынина говорит, что вот чеченцы там не гибнут, ну кадыровцы имеется в виду, что нужно как можно больше, там, они должны там еще воевать там, и так далее. По идее, они предлагают чеченцам искупить кровью. Не знаю, что искупать, конечно, перед ними кровью, но вот доказать, что мы верные холопы России. Вот это, видимо, они хотят, чтобы мы доказывали. И может так повернуться. Например, если учитывать, что ваш Цымбалюк там любит высказываться, да, большой вероятностью человек с российским паспортом, долгое время находившийся там, Цымбалюк любит высказываться там про чеченов, даже вот эти навальнята, да, тоже любят выгородиться, да, все русские выгораживаются, а вот кадыровцы по итогу, да, по факту этнические это чеченцы. Получается, мы, чеченцы, воюем против Украины. Вот нам так захотелось. Вот мы хотели захватить Украину. Не знаю для чего, но можно придумать, для чего мы ее захотели захватить. Так, обосновать, для ватника сойдет. И вот так получается. Нет, ничего подобного. Ничего подобного. Война называется русско-украинская война. Да, можно ее российская назвать, но это будет не совсем верно. На самом деле русско-украинская, потому что русские хотят захватить историю Украины. Русские не хотят, чтобы украинцы жили достойно. Они знают, что если уйдут из-под зоны влияния России, Украина расцветет просто. Будут жить хорошо. Украинцы, они способные, талантливые, трудолюбивые. Вот и все. А русским это не нужно. Они же великие, они украинцы. Поэтому им нужно, чтобы украинцы всегда были на вторых ролях. А на вторых ролях они будут, если их можно подчинить. А если их не подчинять, они станут сильнее, лучше, со своей историей, со своими способностями, да, со своими теперь уже новыми друзьями, союзниками и так далее. Поэтому для них это очень важно. Получается, ну, хотят сделать так, как будто и война идет против чеченцы против украинцев воюют, да, просто потом кадыровцы отбросят и скажут, ну, чеченцы, ну, это же чеченцы, вот смотрите, там у них все идут воевать, там, да, и дети, и женщины, и старики, все, у них отечественная война против Украины. Опять я, правда, не знаю, почему она против Украины должна быть. Вот такие вот дела. Так что вот такие вот дела, друзья. Вот эти вещи нужно... И вот им не нравится, что я вот их сейчас разоблачаю, я о них говорю, им очень это не нравится. Так, Кадыров это пес Путина. Совершенно верно. С кадыровцем, як щось в Чечне групп. Так, Россия такие... Я читал, а наши зовут кадыровцев. Так, зовите не кадыровцев, зовите русских. Или путинистов, или ФСБшников зовите. Но не опускайтесь до уровня предателей, которых мы не считаем нужным поднимать. Наш враг Россия, наш враг Кремль, наш враг ФСБ. Не только даже Путин и Патрушев. И вы не опускайтесь до этого. Но вам специально вот этот нарратив, вот эту повестку навязывают, что вот вы говорили, там, кадыровцы. Нет.
У кадыровцев нет ни танков, ни самолетов, ни мозгов, чтобы вести какие-то войны. Это цепные псы. Так, поэтому они же бритые приезжают. А наши зовут кадыровцы, говорят, приезжайте так. Хаваит ша нена стиерт. Ночи. Хава сегмават ночи. Хавош валарим. Куча языдир мадайцели. Хабех, хузлячхил мабари. Свамича аха. Все они про меня знают. Но почему-то не хватает. Они могут только из-под тишка. А в лоб-лоб они не могут ничего сделать. Ни со мной, ни с кем-либо. Написал, какие батальоны чеченцев еще в составе Украины. Ну, есть батальон Джахара Дудаева, есть батальон шейха Мансура. И сейчас очень много к вам приехало чеченцев, украинцы. Но это уже не секрет, можно об этом говорить. Там несколько тысяч чеченцев уже в Киеве. Наших чеченцев, настоящих чеченцев. Поэтому, друзья, шансов никаких у фашистской России против вас нет. Друзья, ставьте лайки, распространяйте наши видео. Будет очень интересно. Дальше будет еще интереснее. Бог ждет. А люди як за Кадырова, а еще за кого? Люди як и за Кадырова, а еще за кого? Пожалуйста, напиши по-русски, Миш. Я не могу понять. За Кадырова и еще за кого? Ну, там смотрите, если я правильно понял вопрос, Миш. Ситуация такая. Есть Чеченская республика, да, и люди, которые хотят жить. Ситуация такая. Есть Чеченская республика, да, и люди, которые хотят жить свободно от России. Приходят русские, их зовут советская номенклатура, чеченская советская номенклатура, их зазывает этих русских. Ну, это как ваши, например, какой-нибудь Медведчук, да, чтобы было понятнее на примере. Завгаев там какой-нибудь. Они зазывают русских, начинается война, и чеченцы несут потери, первую войну выигрываем, потом нам внедряют, разделяют нас на разные религиозные течения, политические взгляды. Ну, короче, ведется очень большая работа в этом направлении. И в этом смысле мы были самые незащищенные чеченцы. Потому что чеченцы, они как большие дети, очень доверчивые чеченцы, к большому сожалению. И особенно если там отпустить бороду и через слово говорить «Машаллах», «Иншаллах», там, ну, типа религиозной риторики. И люди, подлецы, этим очень хорошо, умело пользуются. И начинается вторая русско-чеченская война, русские взрывают свои дома и начинают против нас агрессию. Несем колоссальные потери, и люди, чтобы выжить, я это никак не оправдываю, конечно, но вынужденно начинают, кто-то в плен попадает, кто-то под амнистию, там, под гарантией Ахмада Кадырова, кстати говоря, тоже человек близкий Аслану Масхадову, там, и так далее, и так далее. И вот эти люди переходят на сторону России. И из них, из вчерашних предателей, Путин формирует себе вот эту банду. Главным назначают Кадырова Ахмада. Его потом, они же потом ликвидируют. И Рамзан, фактически, человек, страдающий кретинизмом, он становится во главе вот этого. И он выполняет все, что говорит ему Путин и администрация президента. Он ничего не может сказать. Он не может сказать, я возьму Украину, там, Путин, если даст мне приказ. Он не может сказать, я поставлю Америку раком. Он ничего этого не может сказать без разрешения. Он все это говорит, все, что говорит Кадыров, говорит Путин. Это 100% факт. Ему привозят конверт, запечатанный конверт, ему приводят ФСОшники, росгвардейцы, там, ФСБшники. Он распечатывает конверт, и там сказано сказать что-то про Украину, сказать что-то про там, чеченцев, живущих в Европе, там еще про что-то, там, про Америку, любую вещь, которую ему говорят, он на камеру становится и зачитывает. Все. Ему пишут стишок, говорят, давай тролль теперь их, давай мы поугрожай им, надо, чтобы они испугались.
и так далее. И он начинает как бы троллить там, писать, читать стишки. Все, он выполняет все, что ему скажут. Это абсолютно зависимый человек. Абсолютно. Никакой свободы воли, свободы каких-то действий у этого человека нет. И есть люди, которые, вот те самые Медведчуки, которые изначально зазывали русских, вот которые, вот они душой и телом просто за русских. Но они оказались не у власти. А им эта Россия нужна, чтобы быть у власти, чтобы делать карьеру, чтобы были деньги. А Кадыров все прибрал. Причем при всем при этом Кадыров чувствует себя хозяином положения, ну, человек не очень дальновидный, он ведет себя просто по-хамски, даже по отношению вот к этим людям, с которыми, по идее, ему можно было бы налаживать отношения и как бы укреплять свои позиции. Но он считает, что вот он вот находится так, и вот он должен всех пугать. Его задача, вообще он в колоде путинских карт выполняет задачу вот этого охранника. Я их называю попы или попы. Путинское охранное предприятие, это кадыровцы. Хотя они там всячески пытаются сказать, что мы чеченцы. Нет, чеченцы никогда не будут охранять террориста Путина. Его охраняют кадыровцы или копы, кадыровское охранное предприятие. Ну вот оно принадлежит Путину, поэтому попы мы их назовем. Или попы. И вот есть такая группа чеченцев, которые, я их называю кристальные блохи, вши. И есть кадыровцы, которые не кристальные вши и глисты. Вот делятся. Это небольшая группа людей, но это группа людей, которые имеют хорошие позиции среди оккупантов. Соответственно, наша страна оккупирована, на нашей территории находятся фашистские оккупанты, и мы роли как таковой, да, в политической жизни нашей республики не играем. Потому что мы отодвинуты, мы ставимся сразу вне закона. Если мы начинаем разбирать на молекулы то, что они творят и делают, людей убивают, сажают, преследуют, репрессируют их родственников. Ну, просто отточенный механизм. И именно кадыровцы сейчас заходят и вслед за армией фашистской своей ищут там людей, зачищают, и каратели. Это вот они умеют это делать. Они этому обучены. Воевать они не умеют. Там, на них дроны, снаряды не сбрасывают, танки их не обстреливают, артиллерия украинская их не долбит. Поэтому как таковой воевать они не умеют. А вот под обстрелами находиться, воевать умеют те, кто сейчас на стороне Украины. Это те самые, которые России тогда отпор дали. Большая часть которых. Ну, вот такая вот ситуация. Вот на две группы, можно сказать. Подрусские и чеченцы мы делимся. Подрусских, кадыровцев, вот этих кристальных этих клопов, ну, может, процентов 5-10 наберется от общего числа наших чеченцев. Остальные никто. И даже среди кадыровцев, и даже среди вот этих кристальных клопов, их родственников, друзей, есть те, кто нам сочувствует. Потому что он чеченец по факту. Чеченец не может быть за вопиющую несправедливость, даже за большие деньги. И вот есть кадыровцы, которые ненавидят эту власть, ненавидят Россию, ненавидят Кадырова. И их я призываю, переходите на сторону Украины. Хотите, воюйте. Вот задержан один кадыровец. Он говорит, я буду воевать против России. Джихад буду делать. Это для него спасение на самом-то деле. Мы мусульмане, мы верим, что если ты находишься не на правильной стороне, да, и ты погибаешь на войне, не на справедливой стороне, то ты попадаешь в ад. Не может быть мусульманин не на справедливой войне, на несправедливой стороне. Поэтому у него фактически он спасен, если он искренне раскаялся, он искренне перешел на нашу сторону и сражается против России, он перед Богом спасен. Даже если он погибнет в этой войне, но он теперь погибнет на светлой стороне, на доброй стороне истории.
И мы будем молиться за него, как за всех, если он погибнет, чтобы он попал в рай. А если выживет, останется живых, опять же, он опять же станет героем. Человек, который осознал, перешел, сделал. Это же нормально, если ты не прав, признать свою неправоту. Это абсолютно нормально. Это нисколько не трусость. И я поступил бы именно так. Я просто не оказался бы в этой упряжке кадыровской. Просто я прошел этот путь и не оказался там. Хотя были и соблазны, и предложения, и трудные времена, очень трудные. Да? Не только в финансовом каком-то плане. Да? Это легко. Тебя постоянно репрессируют, постоянно ты под прессом находишься. И у тебя есть образование, ты можешь пойти работать. Да? Просто надо переступить черту, а ты не можешь этого сделать. Поэтому я могу сейчас, за истечение этих лет, сказать, что я не оказался в их упряжке и не окажусь. Но раз уже оказался по какой-то причине, то я бы не посчитал бы это трусостью перейти на сторону справедливости, правильности. Кого они хотели спасать в Украине? Пусть себя спасают. Вот интерес, как же у Чечни простые люди после победы России, думаю, не сахар там. Да, конечно, там очень тяжело. Я вам не советую. Я вам советую сгореть в огне войны, чем переживать то, что будет после того, как эта война закончится и они победят. Это ад. Ад, который они устроили. И вот в таком состоянии, вот заморозили они. Они у нас 11-12-летних детей расстреливали. Это вот 2-3 года назад было. Акт устрашения. Постоянно проводятся акты устрашения. Я вам расскажу одну историю. Это в YouTube-канале, многие чеченцы это знают. Я принимал в этом участие и внес свою лепту изначально. Ко мне сюда, в Гамбург, приехал парень, бывший кадыровец, спецназовец, и сказал, что написал тут обращение в немецкую миграционную службу и попросил политического убежища. Но ему немцы не поверили, то, что он рассказал, это как бы для немецкого сознания было, наверное, неправдоподобно. И мы с ним сели, написали, составили все, как все это было. И вот он рассказывает. В 2016, начале 2017 года начались им из ФСБ, у ФСБ по Чеченской Республике поступила заявка, так сказать, задержать определенных лиц, там, сотни лиц. Это люди, у которых погибли родственники на войне, там, брат, отец, и неблагонадежные они считаются. Это люди, которые там, не согласны с оккупацией, не согласны с той политикой, какую проводит фашистская Россия и так далее. Их задерживают, этот второй полк имени Ахмада Кадырова это называется. Хотя это вооруженные силы ФСБ. Вот этот второй полк имени Ахмада Кадырова, чтобы вы понимали, это инструмент в Чеченской Республике, которым управляет 100% у ФСБ по Чеченской Республике. И на тот момент им был Игорь Хостиков. Человек, который ко мне пришел, зовут его Сулейман Гизмахмаев. Он мой друг теперь. Они задерживают этих людей и доставляют в свой полк. Они доставляют несколько десятков человек, а по республике там задерживают сотни людей. 13 человек допрашивает их ФСБ. Они остаются ночевать, следователи ФСБ, которые там в их втором полку остаются ночевать ночами, днями, допрашивают этих людей. Выявляют 13 человек из них, из нескольких десятков человек. Этих людей обзывают амирами, командирами типа, идеологами, вербовщиками, как они любят называть. И казнят этих людей. Одного человека они убивают выстрелом в затылок из 13 человек. И 12 человек они душат альпинистским канатом. Все происходит в комнате, где у них проходит у них учения тренировочные, там теннисный корт для отдыха в подвале, а в соседней комнате
такая под складское помещение, какое-то такое помещение, в этом помещении казнят вот этих людей. Эти 13 человек определяются ФСБ, эти 13 человек подписывают подписку о невыезде перед казнью. Их в этой комнате, где стоит теннисный стол, они там подписывают и как будто выводят на улицу, заводят в соседнюю комнату и там казнят. Одного застрелили, и чтобы не было запаха крови, так как они это все рассказывают, он такой устойчивый, и из-за этого будет запах. И нужно задушить. И душат этих людей. Одного за одним заводят, кладут на живот, двое спина на ноги садятся, держат, один берет и затягивает петлю на шее, на животе лежит, и они его душат. Их тела уничтожаются, их вывозят там где-то, сжигают, закапывают там на свалках. Не только вот этих ребят, потому что за этот период было убито около 100 чеченцев. Сжигают на покрышках автомобильных и бросают в воду их останки в реку. Вот таким образом они казнят вот непосредственно, что может видел, да, Сулейман Гизмахмаев. Они казнят 13 человек. Затем берутся их паспорта, слушайте внимательно, берутся их паспорта, люди, узнается их легенда, вот все эти допросы, узнается вся их история, откуда у тебя шрам на ноге, который ты в детстве получил, там, все детали вашей жизни, кто твой родственник, там, и так далее, и так далее, и так далее. И берутся их паспорта, создается группа российских военнослужащих под видом этих чеченцев, которых они казнили и которые им написали подписку о невыезде. Их телефоны отправляют сперва в Сирию, оттуда пишут сообщения: мы на джихаде, добрались до Сирии и так далее. Понимаете, да, уже к чему я иду? К чему я веду? Отправляют, а родственники приходят и говорят: а где наши? Вот смотрите, смс-ки от них приходят. Они своим родственникам, они пишут. И 100 своих военнослужащих, в том числе чеченоговорящих, дагестанцев, туда в эту группу забивают и отправляют в Сирию. И там они вступают в группу исламского государства, тех самых террористов, которых вы видели. И когда арабы туда приезжают, которые не могут отличить дагестанца, чеченца, там, другого кавказца, среди них есть и люди, говорящие на чеченском языке. И у вас у всех хорошая репутация, да, в этом плане. Да. У вас отец воевал против России, вы там известный человек, погиб он, допустим, брат воевал, вы мотивированы, вы и так далее. И эти русские военнослужащие с чеченскими паспортами начинают совершать террористические акты, как будто это какие-то чеченские террористы делают. Чеченцы в арабском мире, в военном мире считаются хорошими воинами, большое уважение. И вот таким образом они туда внедряют своих людей. Вот что такое Россия, украинцы. Вот что такое кадыровцы, которые все это выполняют и делают. Вот у этого Сулеймана Гизмахмаева хватило ума, сил, духа, чтобы вырваться и дать показания по этому поводу. И мы написали заявление, за это тоже отдельно они меня приговорили. Но в любом случае нам удалось разоблачить вот эту преступную группу. Игорь Хвостиков, начальник, главарь банды УФСБ по Чеченской Республике, был переведен в Татарстан. Сейчас заместо него назначили Игоря Кочнева, тоже такой же убийца. Конечно, Хвостиков всех переплюнул. Вот что такое Россия, друзья. Вот что. И такие истории у меня очень много, чтобы вы знали. Вот так они проводят акт устрашения. Убивают наши, обвиняют их в террористы там, и так далее, и так далее. И все.
Вот как делаются бандиты. И из вас делают завтра нацистов, если вы проиграете, если вы будете не едины, если будет. Но я уверен, что вы не проиграете. Настал конец фашистской России. Дал мула, дал мула. Так, Дон, клон Кадырова. Так, я смотрел на твоем YouTube-канале, когда мы вернем Ичкерию демократическим путем, без войны не получится. Не будет войны. Дал мула, ночи. Или ночи, да. Дал мула, не будет войны. Дал мула. Да, конечно, силовые операции какие-то придется проводить, задерживать разных людей. Но войны не будет. Не будет войны. В войну точку поставят украинцы и больше не будет России. Хамзат ночью в Америке воевать с Германией. А ты что-нибудь другое умеешь делать, кроме как говорить? Конечно, Ев, я много чего умею. Надо что-то и делать, доказать, что как раньше не работаешь на, на медведю. Ева, ты тоже это, да, подрусская. Я никогда не работал на медведя. Или это этот, Айтукашка, да? Это его. Это все мои враги. Это все подрусские, которые пытаются меня постоянно дискредитировать, что я вот до приезда в Германию работал с Медведем. Ну, конечно, это наглая ложь. Медведев был у меня преподавателем. Я это много раз рассказывал, но чтобы была ясность, я расскажу. Я учился в Санкт-Петербургском государственном университете. И у меня был преподавателем Дмитрий Медведев. Он тогда был аспирантом, по-моему, и вел у нас семинары. 2 года он у меня вел семинары по гражданскому праву. И благодаря Медведеву я был отчислен из университета, так как отказался сотрудничать в ФСБ. Вот и все. А разные ублюдки, которые распространяют информацию, что я там, это легко проверить. Я после 3-го курса именно из-за гражданского права, из-за которого меня просто не допустили до экзамена, просто без объяснения причин, Дмитрий Медведев подложил мне такую свинью. Я был отчислен. И все, я перевелся, я просто ушел из этого вуза, Санкт-Петербургского госуниверситета, и отучился потом в Москве. Так что все это туфта, что вы говорите. И когда я начинаю рассказывать про Кадырова, про Россию, про ФСБ, вот эти ублюдки всплывают. Ну, такова жизнь. Стоит ли бояться Европе нападения Путлера? Обязательно стоит, конечно. Нападение на Украину это не нападение на Европу. Нападение на Чеченскую республику это не нападение на Европу. Конечно, это нападение на Европу. И теперь европейцы поняли. В 1995 году Джохар Дудаев, сегодня вы называете нападение на Чеченскую республику внутренним делом России, настанет время, когда Европа станет внутренним, Евросоюз, имел он в виду. Наверное, вы тоже его имеете в виду, но на самом деле именно нападение происходит. Фашистскую Россию нужно остановить любой ценой. И это понимание уже здесь есть, друзья. Все. Вот этот большой лайнер Запад под названием Запад развернулся и выкатывает свои орудия против вот этой фашистской России. Хана России. Хана. Слава Украине. Героям слава. Дава ласац харках. Так. Лам лершунсу асоциили даумом дачу. Игим мачо ягита. Дикам элари. Но у меня слух, я никогда не был музыкальным. Но вот как смог, так и прочитал. Главное, это было от души. Гимн Украины. Путлер не может победить даже Украину. Путлер ублюдок. А даже Украину, это, конечно, пребываешь ты в плену пропаганды. Окчуа цадуч, YouTube чуа дуч. Окчуа цадуч, YouTube чу овару Хамза.
действовать дим, ермилу, орти останух, кохайтесь чернобривы, тайны с москалями. Да, купи себе нормальный телефон. У меня самый хороший нормальный телефон, Амзат. Чего ты? Тебе, тебе тоже, Амзат, обидно, да, что я вот такие вещи говорю? И вместо того, чтобы сказать, Эла, правильно ты говоришь, ты мне говоришь, купи другой телефон. Самым хорошим сон. Шо надацали, ду расхшен дуахдел, дел да, وانت وقتنا خير ما داتر. ما لدر نخيلير شو. وينو قيل حمزة نيردون شو دال مولا. Мой сын тоже воюет за Украину ночью. Дал эту боль, дал Алшволя. Чечня сила и Украина. Флаг Украины понятно. Почему вторая? А почему третья? Аслан, вы бачили винограду за видели винограду за Степана Бандеру? Нет, Миш, не видел. Что означает дон-дон? Это слово паразит, ничего это не означает. Так, Рам, приветствую тебя. Зачем эта войнушку нас обманут? Чечня, субъект Аллаха. The good will win. Украина. Можно ли как-то чеченцу попасть в состав, если РФ гражданство заявки Украины не принимает? Александр, я не знаю. А простые люди сейчас загрустят. Да, иншалла. Здорово, слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Слава Украине, героям слава. Это вакхо. Да, героям слава, друзья. Я не на Украине, я в Украине, брат. Нет, я не в Украине и не на Украине, я в Германии. Я в Германии. Зовут меня Аслан Арцуев. И, кстати говоря, объявление вам. Мой другой канал в ТикТоке Аслан Арцуев. Тоже подписывайтесь, потому что меня постоянно банят. Эти мерзавцы и подонки охотятся в информационном пространстве за меня. У меня есть канал на Ютубе. Реалити тоже называется, то есть реальность. Поэтому заходите, подписывайтесь. Вато меня звать. Очень приятно. Гамарджоба Вато. Поэтому, друзья, подписывайтесь. Подписывайтесь. Я понял, Вато, что ты грузин. Я понял. Так, ставьте лайки, друзья, распространяйте наши видео. Так, я думаю, стрим можно будет уже заканчивать. А что у тебя там флаг США делает? Как что делает? Висит? Не видишь, что ли? Висит. Благодарю, правильные факты приводишь. Всегда, пожалуйста. Вот что значит русское образование. Даже правильно не знают, как сказать в Украине или на Украине. Да, слава тебе, брат. Дуже дякую, Вато. Привет, я украинец. Привет, Миш, мы знаем уже, что ты украинец. И ты крут, я тебе скажу. Отправляем лайки, друзья, лайкайте. Чем больше нас увидят, тем лучше. Надо показать, что фашисты, они одиноки в своем фашизме. Так, кадыровские, подрусские, давайте тоже заходите. Мне интересно бывает вас тоже чуть песочить. Слава Украине, героям слава. Так, в Украине. Так. Чего вы молчите? Только если будете оскорблять, я буду вас банить, да? А так
Банить не буду. Давайте, давайте. Можете зайти. Можете со мной зайти, может, баттл устроим. Давайте поговорим, обсудим. Миша то Миша. Дуже дякую, Міш. Миша то Мишинец. Дуже дякую за пончик. Накормить меня решил. Друзья, ну, знаете, мне интересно поговорить с оппонентом, с русским оппонентом. Есть здесь такой кто-нибудь, кто хотел бы обсудить ситуацию? Давайте по фактам. Давайте цивилизованно обсудим. Давайте. Кто смелый? Леоночка, дуже дякую. Слушаем, поэтому молчим. Так, Александра. Русские. Давайте кто-нибудь, давайте вашу позицию попробуйте отстоять. Я буду отстаивать нашу позицию, вы давайте свою. Вы же напали на нашу страну, да, на Ичкерию, на Украину, на Грузию. Ну давайте теперь. А сможете кто-нибудь? Ну давайте, давайте. Жду вас. У тебя прерывается интернет, да? Ну давайте, это плохо. Еще раз. Так. Слава Аллаху. Его не боятся. Ну, что им бояться? В рожу я им дать не смогу, а так они же вроде с пеной у рта доказывают свою правоту. Давайте, хотелось бы обсудить, поговорить. Духа не хватает отстоять свою позицию. Да, было бы очень интересно. Давайте, друзья, кто-нибудь, ну, не друзья, а из фашистов кто-нибудь, давайте, зайдите. Жду вас. Неужели из 30 человек нету ни одного подрусского или русского? Кадыровцы можете зайти. Давайте кто-нибудь зайдите. Давайте отстоим просто. Просто поговорим. Вы скажете, почему вы воюете против Украины. Я скажу, почему вам этого не надо делать. У них просто нет аргументов. Нет, абсолютно нет. Бред у них есть только, а не аргументы. Но хотелось бы послушать, чтобы доказать им. Ну что, парни, не хватает вас, да? Ну, давайте, давайте, кто-нибудь. Не хватает. Слабенькие какие-то пошли подрусские. Ну вот у меня тут гости есть. Запросы от гостя. Принять. Так, принять это что значит? Это значит вы вот. Свои. Это свои. Мне просто нужно вылить этот хуйню, вот эту вот слить просто. Друзья, вас слышно, вас слышно. Всего надо брать. Потом, конечно, откуда на потом. Алло, Алло. здравствуй. Так. Юргник, да, по-моему? Да, приветствую. Юрий, меня зовут Юрий. Ага, Я не очень приятно. фашист, не путинец, Ну, я против войны, так что я не твой оппонент. Но я зашел да, к просто поговорить. к О сожалению, том, о да, не чем, о оппонент. войне, о Чечне, о России. Юрий, а вы русский или украинец? Я не русский, не украинец, я из Баку. Азербайджанец. Ну, или Для гражданин какой Азербайджана. национальности не важно для меня. Для меня важно Не человек, какой был хороший. Абсолютно Если верно. человек Абсолютно. говно, мне не важно, он моей национальности или чужой национальности, я его назову говном. У меня такая позиция. Я считаю, что то, что Россия делает, это сверх, как говорится, подлости, да, я считаю. То, что Да, она она напала. всегда это делала. Всегда. Ну, а Путин, он восстанавливает империю, он хочет, у него такой пунктик восстановить империю и умереть, как говорится. Это Ну, его умереть, мечта. ну, да, но он себя хочет увековечить. Ну Я да, так это вижу. это его мечта. Он стареет, у него уже, он думает, он не успеет, из-за этого он в эту войну влез.
Но он думал, что будет легко сразу все, но не получилось сразу все. Я Не боюсь, шмогла. что они скоро сделают покушение на Зеленского, и тогда может действительно у них что-то получиться. Зеленский сейчас как символ. Он Да? сплотил украинцев. Даже те русскоязычное население, куда вошли войска освободители, так называемые, они как бы не встретили цветы, там, не знаю, подарки, там, хлеб-соль. Они встретили пули, гранаты. Я это Да, вижу, да. совершенно верно. Я Весь мир считаю, это видит. неправильно это. Можно было бы, если бы Россия, например, экономику сделала бы свою шикарную, как в Евросоюзе, наверное, и украинцы попросились бы в Россию, и чеченцы, и все остальные, и даже, может, европейские страны захотели бы добровольно, без всякого насилия. Я вот это считаю. Это мое мнение. Да, абсолютно. Я единственное не согласен, что чеченцы согласились бы, даже если бы они Единственное, что Путин за эти горы золота бы 20 предлагали. лет сделал, он ничего не сделал. Он только увеличил коррупцию. Коррупция увеличилась в России. Народ Да. обнищал. И все сваливает на 90-е. Каждый второй говорит, а вот смотри, как было в 90-е, а при Путине стало лучше. А никто не помнит, что в 90-е бензин, то есть нефть стоила $12, а при Путине она взлетела, ему просто повезло. Она больше 100-120 держалась, там 150 даже, по-моему, было. Они большие деньги делали в это время. И они Да. тратили впустую, все разворовывали. Вот если эти деньги потратили бы действительно на русский народ, я не знаю, вот я смотрел кадры, как живут, да, вот за Уралом, там вот эти все, как они там нищенствуют, я не знаю. И там тоже русские, но никто не вспоминает, потому что они не политические это, понимаешь, это неинтересно. Это некрасивая будет картинка. А им нужна красивая картинка, что вот беженцы бегут в Россию. А то, что они коридор в одну сторону открывают зеленый, только в российскую. И людям, женщинам и детям что остается? Или умереть, или бежать в Россию. Если у них был выбор, бежать или в Россию, или на Украину, наверное, в Украину поехали бы. Но их же туда не пустят, русские войска. Им открыли в одну сторону. Это я тоже вижу. А по телевизору говорят, что вот видите, к нам бегут женщины, и там, я вчера смотрел, вообще это верх их наглости. Там репортер вот этот Пегов, козел, проститутка, который на армян работал. Он там девушка, она вся трясется, она, видно, только что вышла, она трясется, это не актер, там много фейков, но вот это действительно живой человек, который вышла, и там, ну, на российскую уже территорию вывезли из Мариуполя. Она трясется, знаешь, у нее глаза вот как у сумасшедшей. Видно, у нее синдром такой от страха, она от всякого шороха она дрожала. А он ее допрашивает, а как вас, там стреляли вас эти нацбаты, там эти фашисты. Она трясет, ей помощь нужна, они ее допрашивают там для красивого этого. А когда армянские боевики стреляли в детей катюшами этими точками, обстреливали мирный город в Азербайджане, там погибли дети, он там смеялся с этими армянскими боевиками. Я помню все эти его репортажи вонючие. А сейчас он перешел на эту войну перешел. Это я тоже. Да, Сладков такой. Сладков. Потом еще Гусейнов такой был, по-моему. Руслан Гусаров такой был тоже, дагестанец. Да, они это их гибнюковые из пробирки достают разных своих этих ублюдков. Это преступники. Это проститутки, которые за деньги мать родную продадут, а не журналисты. Я считаю.
Да, абсолютно верно. Какие они журналисты? Это Честные пропагандоны. журналисты, он будет делать репортаж честно. Но ему не дадут просто. Особенно в сегодняшней России вообще никто ничего не даст. Или убьют, или заставят, или просто не дадут работать. Да. Это все знают. А я вот тебя спрашиваю, почему у тебя там флаг этот американский? Что ты его поставил? Уважаю Америку. Ну, ты сказал, ты в Германии, поставь тоже немецкий тогда. Немецкий у меня в другой комнате висит. Ну ладно, если тебе нравится. Ну, красивый флаг. Нравится, уважаю Америку. России только Ну, она Америка, я тебе Америка. скажу, уважать можно всех. Но Россия. Америка тоже много делала, как говорится. Такого же, что и сейчас Россия делает в свое время. Никогда в жизни Америка не делала то, Ну, что делает везде, Россия. везде. Ну, историю Никогда. взять. Сейчас не будем мы спорить. Да, Было давай не много. будем. И Нет, я Вьетнамская просто война, и та же категорически не афганская война. согласен с сравнением России и Америки. Россия абсолютное зло, Да, они абсолютно. похожи. А- Только а разные эти, у них разные эти. У России там сидят кто? Там сидят вот эти, которые засели там в Кремле, и все, они никому не хотят отдать власть. А народ им, а у них как крепостные, как что было 100 лет, 200 лет назад, что сейчас, быдло. Для Америки это чуть-чуть по-другому. Американский капитал, он ему нужны рынки сбыта. Из-за этого он влияет на весь мир. Если где надо, он сделает переворот, где надо, там поставить своего человека. Но он туда не будет заходить, он просто зайдет, чтобы свои товары продавать. Это тоже. Но он свой народ, он так не унижает, понимаешь? Вот это да. Нету там такого. То есть народ там каждый может добиться того, что он может. Там есть какой-то выбор. В России этого нету. Особенно сейчас вообще не будет. Сейчас, благодаря этой войне, Путин перенес даже Россию не на 30 лет в 90-е там, или в начало там, развала Советского. Он перенес в 30-е годы 20 века. Как после НЭПа было, если кто помнит, я не знаю. И я тоже не помню, но по учебникам истории, по, там, не знаю, по документальным кадрам, по разным архивным кадрам, там после НЭПа, когда началась насильственная коллективизация, когда началось вот этот голодомор, всех все забирали, то есть все в Москву тащили, люди гибли, умирали там по Волжье, Украине, везде по всей России умирали от голода. Ну, там на верхушку сидели, сталинская верхушка строилась, которая... Вот он строил свою верхушку тоже как по лояльности. Там последнего Кирова он застрелил там тоже. Ну, не сам, конечно, там подослали, конечно. Его поймали так же, как Немцова, как застрелили. Тоже тут никто ни при чем. Какие-то там, не знаю, чеченцы пришли, убили. Что-то девушку не поделили, и что они там, не знаю, что они там плели, я не знаю вообще, что там было. А на самом деле это все политические игры. Остались только лояльные этому человеку. А это приводит к чему? Это приводит, в конце концов, к разрушению страны и развалу. Кто сейчас за Путина, например, гонит, вот сейчас он крепкий диктатор, он нас подымет, он сделает Россию сильной. Нифига. Он не вечный. После него еще будет хуже. После него будет, не знаю, или вообще Россия развалится на куски. Часть Это Китая отпадет, часть Японии. развал России это плохо, разве? Ну, я не хотел бы, чтобы Россия развалилась, честно. Но я хотел бы видеть Почему? Россию демократической, понимаешь? А зачем она должна быть такой, Не какой она есть? такой России, как сейчас, а Россия именно демократической. Вот это я хотел Как бы. она может быть демократическая, если она просто соткана вся из оккупированных территорий?
Не, И ну не если, разваливать это. Надо не, тогда если, Азербайджан тоже присоединить к России, и тогда если вместе жить. найдется человек, если найдется силы у русского народа, не знаю, ну, я думаю, я не знаю, русский Не народ какой-то найдется. Россия пассивный. должна быть уничтожена. Россия не должна быть в том виде, в котором она есть. Это империя, Это плохо фашистская для мира империя. будет. Нет, ты не Конечно, и понимаешь. для мира плохо, и Если больше всего, Россия чем для мира, исчезнет, плохо тем, кто появится... внутри находится. Нет, Понимаешь? свято Для нас место это пусто не очень плохо. бывает. Свято место пусто, говорят, не бывает. Будет, будет другие, это, будет, например, сейчас Это может не противостояние. бывает, но Россия точно не на святом месте, поверь мне. Россия Да, это России не исчадие будет, будет ада. противостояние Китай, Америка, Ну, там, не будет. Мир знаю, развивается, у всех есть свои национальные интересы. И это японцы. не значит, что русские закончатся. Нет, я не призываю к геноциду русских ни в коем случае. Наоборот, я призываю к свободе русских и всех других народов, которых они оккупировали. А русские тоже будут иметь свою конкуренцию, конкурентные свои какие-то устремления. Русские тоже будут иметь свои национальные интересы и будут развиваться. Просто русская народная республика это будет, а не какая-нибудь империя. И все. Россия должна развалиться. Если она не разваливается, это знаешь, как нам Европа сказала, когда принимали Евросоюз, Европу, Дудаев просил не принимать, он говорит, что вы делаете, они у нас тут войну ведут. И они ее приняли и сказали, ну, что Чечня – это внутреннее дело России. Да пошли вы все к чертовой матери, кто вы такие нам говорить, что мы внутреннее дело России. Дудаев сказал, сегодня вы говорите, мы внутреннее дело, завтра вы станете. То же самое я могу сказать любому, кто желает России долгих лет жизни, чтобы она стала демократической. Она не станет демократической, она так устроена. Ее вот эти институты и вот эти люди, которые управляют этой страной на протяжении веков, только силой и страхом могут держать эту страну и завоевывая новые территории. Если не хотите, вы нам хотите, чтобы Россия сохранилась, пожалуйста, я вам предлагаю то же самое. Я Европе предлагаю стать частью России, Азербайджану, если ты так говоришь, тебе предлагаю приехать жить в России, чтобы она жила и процветала. Поэтому Россия должна быть уничтожена, как Российская Федерация. Не русские люди должны быть уничтожены, а Российская Федерация, как государство, должна быть уничтожена, и чтобы никогда больше этого зла на земле не было. А люди дальше начнут и конкурировать, и национальные интересы сохранятся, и у Америки сохранятся, и у Германии, и у Азербайджана, и у Украины. У всех останется свои национальные интересы. Просто мы это будем делать более цивилизованным способом. Мы же все даже живем, люди как люди, да, одной национальности, одной религии, даже родственники, конкурируем, зарабатываем деньги где-то там. Но мы все это делаем цивилизованно, да, по-людски это мы делаем. Вот Россия не научилась это делать по-людски. Она не состоявшееся государство, она должна быть уничтожена. Я с тобой не согласен на то, что после развала России будет все цивилизовано. Нет, Будет, более цивилизованно будет. будет Цивилизованно. после развала Советского Союза что произошло? Куча конфликтов между собой, кто кого там, не знаю, у кого земли отнял, кто кому-то там, не знаю, на ногу наступил. Ты не задумывался, кто Это этим понятно, ты дирижировал? скажешь России все это, но это внутренние конфликты, они тоже были всегда, понимаешь? Почему И внутренние? Давай я тебе они просто всегда локально есть. скажу. Сосед соседу что-то там не так посмотрел, понимаешь, даже в обычной жизни. Всегда Вот, какая-то, всегда есть, два брата ругаются, но они это да, должны делать цивилизованно. даже, А где Россия, даже, там не получается цивилизованно. Посмотри Приднестровье, посмотри геноцид Ингушетии, я это и посмотри говорю, война в Абхазии, я это и посмотри говорю. война на Нагорном Карабахе, Россия война там свое, в это, Средней Азии. да, Россия Россия там, все это мутит. я, я, Россия я зло, согласен, я абсолютно зло. согласен. Россия там свое, это, как говорится, свою там палку в огонь бросила. Но она без почвы не бывает этого ничего.
Не Оно не бывает. на Она просто пустом кушать месте захотела. появляется. Людоед Понимаешь? захотел кушать, Вот конечно, не армяне беспочвенно. захотели сделать Великую Армению. Но СССР их поддерживал, их, как говорится, гонор. Когда Горбачев там начал что-то мямлить, понимаешь, они обнаглели и начали, как говорится, уже открытую. Он их не остановил, а почему-то начал давить Азербайджан. И произошел конфликт. Когда Советский Союз распался, вот этот конфликт, и так все конфликты, что грузинские, что с абхазами, что в Чечне, все это, понимаешь, это горело, назревало, потому что Россия осталась только поджечь, понимаешь? Ты можешь сказать, Нет, да, ты Россия глубоко виновата, но не ошибаешься. всегда Россия виновата. Сами люди тоже Всегда виноваты. Россия виновата. Всегда. Просто иногда Не чуть будет больше, чуть России, а меньше в других ответил. местах как конфликты почему случаются? Там тоже Я, Россия. я тебе гарантирую, если Россия будет уничтожена, 80% конфликтов на всем Будет, мире будет прекратятся. Будет тысячи таких конфликтов, тысячи по Не всей будет, территории вот не это будет. от Но вот этим, смотри, ну западной вот ты до оказывается, Владивостока такой, будет, да, будет это смотри, все. Будет не еще будет. там, Это еще, все если бы еще... сказки. Это все сказки. Нет, Сказки, которыми нас пугают. Развалится Россия, будет еще хуже. Отделится я не Чечня, все говорю, что... отделятся. Нет, И тогда нет, это все ложь. Российская пропаганда. Россия абсолютное я не зло на слушаю этой земле. российскую пропаганду, я еще... Абсолютное зло. Кремль, ФСБ– это абсолютное зло на земле. Если на земле есть сатана, то он сидит в Я Кремле и на согласен, Лубянке. я Абсолютно. согласен. Давай возьмем просто Кавказ. Это родина европейских людей, да, во всем мире это называется. Кавказская раса, только в России она называется европейская раса. И вот мы возьмем, вот там много разных народов живет, ну вот на этом Кавказе. Мы никогда друг с другом не воевали. Вот Ну сейчас ладно. возьмем Луганск, Все Донецк. воевали, всегда воевали. Никогда чеченцы и Не вообще надо другие говорить, народы ну не друг с другом надо, не ну не воевали. Ты надо. можешь меня дослушать? Сейчас ты просто вот это лицемеришь. Это неправда. Все с друг другом воевали. Разные конфликты были. Там даже вот это просто кровавые были эти, как Назови тогда. Давай тогда. месть, Назови кровавая тогда. месть. Вот Назови, эти, просто назови. Зачем сейчас это все ты говоришь? Назови, какие конфликты были на ну Кавказе сейчас все без было в участия истории, России. везде было это, по всей территории. Без участия России один конфликт просто. Назови и все. В смысле один конфликт? Один конфликт на Полно Кавказе. мелких стычек было, понимаешь, что я буду все это тебе показывать, вот, все Ну это вот, видишь, знают, все, все это вот есть. это и есть лицемерие, это и есть ложь, Я не которую ты выводишь. лицемерю, то, что было, я Ну не говорю, то, назови что не тогда, было. говоришь, были, не было, я Ну, кавказец, конечно, я ну, не было, ну, семья. всегда Мы войны, никогда всегда не люди воевали вели, ни с кем из наших соседей. На где бы не Кавказе было, больше как всего я, воевали мы. Мы знаем всю историю войн, да? Мы 400 лет в состоянии войны с Россией находимся. Так вот, мы за все это время не воевали ни с грузинами, ни с дагестанцами, ни с армянами, ни с азербайджанцами. Но армяне это за Кавказе, они, допустим, азиаты. Ну, возьмем другие какие-то. Нету ни одного народа, с кем мы воевали. А мы я всегда воевали на не про Кавказе. Чечню О говорю, чем а ты вообще говоришь? говорю. Конфликты, конечно, будут. Я же тебе говорю, между двумя братьями бывают конфликты, ссоры бывают. Но всегда это разрешается без кровопролития или большого Кровная месть, кровопролития. это всегда было на Кавказе. Кровная месть? Да, там что-то обидел, того обидел, и пошло-поехало. Село на село там. Это были Нет, ты сейчас мелочи, пребываешь в мелкие. Я не плену говорю про пропаганды. крупные. Я говорю, Юрий, человек ты пребываешь в плену начал... пропаганды. Это Нет, абсолютная ложь, что если это на в тебя крови кто-то посмотрел, человека. ты объявляешь Я... кровную месть. Это ложь. Кровная месть это сложный институт, правовой институт. Это называется еще с древних времен закон Талиона. И это убийство за убийство, око за око, зуб за зуб, как говорится. И это всегда было. И в советское время. И нету такого, что ты на меня плохо посмотрел, и я тебе объявляю кровную месть. Это бред. Это русская пропаганда, которую ты повторяешь. Нету такого. Ни в одном конфликте мы не участвовали. Посмотри просто сегодняшний день. Луганск, Донецк. Там были какие-то сепаратисты или там какие-то там люди, борящиеся за свободу были.
они были сепаратистами, они предатели, обычные коллаборанты. Туда пришла Россия, то же самое было в Крыму. Не было никакого движения. Этих людей, которые живут в Луганске, Донецке, обманули десятилетиями пропагандой, что в Москве, там, в России хорошие миски, хорошие золотые миски, похлебки дают, хорошие пенсии, зарплаты. И все. И люди поверили, как русский, он поверил этой пропаганде, они ему родные. А что мне жить с хохлами, которые меня не любят, я их ненавижу. Ну, буду я жить с русскими. И вот это слабое звено, они вот это быдло свое потянули к себе и вооружили, все сделали, и управляли, контролировали, финансировали, отдавали команды, мозг находился в Москве, в Кремле. Украинцы между собой не воюют, а нам представляют, что это война, каких-то там гражданская война и так далее. Я это все Абсолютная знаю. ложь. Я тебе это не всё я более знаю, того что скажу, это всё 80% искусственно. конфликтов закончатся во всем мире. Даже исламский терроризм закончится, как только Россия перестанет. Потому что этот исламский так называемый терроризм, пробирка в Лубянке готовится. Абсолютно точно. Ты Да, слишком есть. оптимистичный. Я более пессимист. Ну, это Я твое более... мнение, просто я Потому знаю, о что, чем я говорю. потому Я что не привержен пропаганде российской. я не пропагандирую Валейкум российскую пропаганду. ассалам. С чего ты взял, что я российскую пропаганду веду? Но ты говоришь, что на Кавказе Я все говорю в воевали. Я не общем, помню, что на человек Кавказе такое все воевали. Я говорю, существо, назови, ты не называешь. которое всем недовольны всегда будет. И всегда у человека бывают Конечно, конфликты. будет. Конкуренция наций всегда будет. Вообще, любая конкуренция, даже между И братьями, на она тоже любой будет. империи Все всегда должно быть рождается что-то человеческое. новое, да. На Да, любой империи. не рождается, не всегда рождается. У нас Вот есть вот Америка, я умерла это, доверяю как говорится, Америке, империя. и пускай Америка как полицейский выполняет свои функции. Я согласен, А чтобы Америка это американцы... что? Это тоже империя, да? Нет, Америка, это не по-твоему. А империя. что это, по-твоему? Это великая держава на сегодняшний день, но это Великая не империя. держава, Может империя, быть, ее которая, можно назвать в какой-то степени которая империей, отстаивает, но это в у них современном базы мире по она всему будет. миру. Что ты Это говоришь? современная империя, я тебе скажу. А для чего они базы по всему миру держат? Для своей безопасности? В том числе. Для влияния на другие народы В том числе. В в том своих числе. интересах. В Да, в том интересах числе. своей внутренней элиты. Правильно? Это и есть империя. Нет, империя, ни Тут как, а одного что метра такое нету империя? земли, которую американцы к себе Империя, что это, присоединили, Наполеон которая с этой... принадлежит американцам, кроме та, на которой похоронены американские солдаты. Так мне говорит американский офицер, мой друг, между прочим. И это правда. Но всегда есть страны, это надо понимать. И ты живешь там в каком-то городе, у тебя есть соседи, у тебя есть друзья, люди, с кем ты работаешь, дружишь, с которыми ты даже, может быть, подсознательно, не отдавая себе этого отчет, конкурируешь. Тебе лучший дом нужен, лучшая машина, лучшая работа, лучшие дела нужны. Это нормально. Так человек устроен, чтобы развиваться. Но когда ты начнешь быть свиньей последней, да, брата убивать там, чтобы у него балкон отжать, сжигать людей, детей, ну тогда ты выходишь за все рамки любой конкуренции. А конкуренция, она есть. Америка нам сегодняшние Америка этого не делала, да? Никогда. англосаксы не Американцы делали, никогда... совершал. Англичане Америка не сегодня убивали нам индусов в свое время, нам не предлагает подавляли восстания. новое устройство. Ты можешь Французы не дослушать? убивали алжирцев, резали там, не знаю, там больше погибло Убивали, я алжирцев. не спорю. Убивали, конечно. Американцы Вьетнам напалом не выжигали, да? Ну, Было. не надо, да, это все одно монета, слушай, что Российская империя, что американская, это одно и то же. Только разные интересы у них. Там более Ты чистый свободная, ватник. Ты чистый ватник. Ты здесь знаешь, более сравнивая закрытые. постоянно сводишь Россию на уровень, хоть пытаешься вот это дерьмо, извиняюсь, конечно, поднять до уровня Америки. Я Это Россию не защищаю, я враги наоборот ее... человечества. Ты сейчас за Ты врагов человечества не хочешь сравниваешь с меня разными понять людьми. вообще. Да, в Америке было рабство, ты это вспомни. Индейцев там тоже убивали. Это Нет, тоже причем было. тут Я рабство? говорю о Я сейчас... сегодняшнем, нет, сегодняшнем развитии Сегодняшняя Америка человечества. что, не делает даже?
Все конфликты она тоже затевалась. Ну, надо признать, да, это тоже правда. Да, почему все конфликты? Там Россия, Ну, Америка все, затевает где свои ей разные дела, интересы преследует нужны национальные были, там она интересы. затевала. Ну, знаешь, что, в чем еще? Это, ладно, не будем спорить. Я не говорю, что Америка плохая страна, я тебе Вот говорю, в кто это Америке у неоднократно нее, сказал. Ты у нее даже вот свои это дерьмо цели. поднял до уровня Америки. Не, у них разные цели. Это как коммунизм и фашизм, понимаешь? Был Это одно и коммунизм, то же. Коммунизм и я фашизм — говорю, это одна есть два галич. Это полюса. еще. Есть север, есть юг. Понимаешь, там холодно, здесь жарко, понимаешь? Например, ну, на полюсе, правда, на юге тоже холодно. Это такое в переносном А как смысле. ты к Турану относишься? Кому? К Турану. Да, мне все. Как все равно? А что это за то? Если будет это все мирно делаться, то это хорошо. Если это будет насильственно насаждаться, как ты говоришь, Россия насаждает, то это плохо. Вот как я отношусь. Ясно, ясно. Я не оптимист, я пессимист. Но пессимисты, знаешь, как говорится, пессимист это хорошо информированный. Не, оптимист это, не, как там, Ну, правильно пессимист ты сказал. хорошо Пессимист — информированный хорошо оптимист. информированный оптимист, да. Да, ну, Ну, хорошо знаешь, информированный, он я уже не реалист. говорю, что я А хорошо наш такой информирован. канал, да, называется Но реалити, публикуем реальные все, вещи. мы, как говорят, человек полагает, Бог располагает. Вот возвеличивать там какую-то Америку или Россию, или там, не знаю, Римскую империю, или неважно, понимаешь? Можно любую империю возвеличивать, любого человека, но он все равно А кто смертный. возвеличивает? То я отдаю должное. Сегодня фашистскую Россию, только Соединенные Штаты боится вот эта фашистская Россия. Только она может поставить на место вот эту фашистскую Россию. Я поддерживаю целиком и полностью Соединенные Штаты в этом начинании. И буду поддерживать любые начинания Ты против веришь, что фашистской может России. произойти Третья мировая война? Она уже идет, эта Третья мировая война. Что Не, значит я Третья имею в мировая виду, война? ну, с применением атомного оружия и так далее. Атомное оружие фашисты не применят. Этот фашист бункерный, он боится как огня просто смерти. Ты Поэтому он веришь, не применит. Это все блеф. Блеф. Он ну, может посылать только русских солдат на смерть, чтобы их война была великой. Чем больше русских солдат погибнет, тем величавее их победы. Все, вот что ему нужно. Потом он закроется и будет там доживать, или его свои там грохнут. Поэтому атомное оружие он не применит. Да, может химическое оружие применить, да, может атомную электростанцию взорвать там. Это все, что он может сделать. Да, он убьет ты сотни помнишь тысяч, он может Беслан? даже миллионы убить, но Ты эту помнишь? тварь нужно Ну остановить вот, я тебе говорю, любой ты ценой. помнишь И Беслан? только Америка Беслан. может ее остановить. И только благодаря тому, что Америка объединила весь мир против России, только благодаря этому сейчас весь мир помогает Украине. А как раньше бы все грызлись бы, получали бы лучшие контракты Ну, от России и продавали бы потихонечку Украину все. Сейчас все осознали, правильное направление выбрано, и это все благодаря Америке, Соединенным Штатам Америки. За это я безмерно благодарен. Безмерно. не надо возвеличивать никого. Я никого не возвеличиваю. Я только что сказал, что я благодарен. Америка. Можно уважать, но Над возвеличивать. чеченцами никого не может быть возвеличивания. Мы сами себе самодостаточные, нормальные люди. Поэтому нам не нужно никого возвеличивать. Просто я уважаю эту страну и буду ее уважать за то, что Уважать она делает для Украины, за то, что язык. она делает для чеченцев. Сегодня чеченский язык занесен в список ЮНЕСКО исчезающих языков. Это благодаря фашистской России это все сделано. А Америка выпустила, финансирует радиостанцию на чеченском языке. Радио «Свобода» на чеченском языке. Для меня этого более чем достаточно. Они могли бы сказать, просто только лишь за то, чтобы сохранить наш язык,
Нам помогают американцы, печатают книги, там разные еще вещи делаются Вообще-то полезные. американцы просто так ничего не делают. Ну, это тебе так кажется. Нет, мне так не кажется, я знаю. Ну, ты Я, все я, знаешь. Ты знаешь, я что там на живу в Кавказе войны Нью-Йорке, постоянно, у ты между меня, у собой. меня там Ты- брат живет в Нью-Йорке. Ах, что? Ну Американцев, тогда да. американцы, они, знаешь, немножко такие, как дети. И, но у них, вот кто их элита, да, у них другие планы. У них планы, я тебе уже сказал, свое влияние экономическим путем на другие страны, чтобы увеличивать товаропроизводство своих товаров там и увеличить, как говорится, влияние Америки на весь Это же остальной. нормально. Это же нормально. Разве это не нормально? Ну, Развивать это множество нормально для любой, это цивилизаций. Ну вот у них нормально и хватает возможность ненормально. создать iPhone. И своим айфоном они заполонили весь мир. Ой, Какой iPhone. ужас, да? Они Хватит, нас оккупируют. что такое iPhone, а? Слушай, при чем тут iPhone? Ну вот, я Это говорю, как, ну ты говоришь ну такие ты, вещи, они создали банковскую систему во всем мире. Да, этой банковской системы, которая выгодна для всего мира, ну, потому что знаешь, вот если не сильно углубляться, туда я не никого не люблю историческую присоединяют. вот эту Если ты не фигню. хочешь, ты не идешь в эту банковскую систему. А когда ты заходишь, да, выгодоприобретателем главным является Америка. Это их изобретение. Но ты можешь не пользоваться ни свифтом, не пользоваться, ни там банковскими разными другими услугами, которые предоставляет Вообще международная Swift банковская это, система. по-моему, датчане придумали или кто-то. Неважно, это все контролируется американцами. Не, ну контролируется там, неизвестно, кто контролирует. Мы не Ну, узнаем. и Google, например, изобрел Сергей Брин, который из Советского Союза уехал. Ну и что теперь? Да, То есть, там, потому что там это американские. таланты, там дают шанс Я не об этом, талантам. я говорю о том, Это что мне тебе нравится. предоставляются условия, ты соглашаешься или нет. Вот о чем Я разговор. соглашаюсь с тем, что Америка дает шанс талантам. Там есть шанс проявить Да, себя да. Это талантливым людям. великая держава. А России невозможно это сделать, потому что А Россия это там дерьмо засилие конченое. тупых этих, как говорится, чиновников и продажных, там, не знаю, к Путину вот эти Единая Россия, там сидят продажные на продажные. И не будет Путина, они разбегутся за 2 секунды. Ну, не Они держатся совсем. все на соплях Хотелось там бы. держатся. Это я На тоже соплях. вижу. С этим я соглашусь. Это дерьмо держится на соплях. На Абсолютно согласен. соплях Оно все будет держится. Там уничтожено. даже, ну вот смотри, помнишь, когда вот перед этим, когда вот Путин решил войти там, не знаю, в Украину, когда вот он собрал всех своих министров, сидел там, не знаю, 20 метров от них, или вообще даже через телевизор разговаривал. И когда он, вот этот Патрушев, не знаю, и он как его унижал, как своего вот этого ближнего человека, он перед всем миром унизил. Тот что-то заикнулся, там уже весь дрожал, понимаешь, и он его начал добивать перед всем миром. Своего же человека. Это Кого? думаю, Кого? Патрушев. Патрушева. Или как его звали? Как его зовут? Который безопасностью занимался. Ну, видео было, вот он, там сидели все эти министры, все. От Матвиенко до этого министра обороны. Когда они Когда войну в они, Украине объявляли? Или когда они признали, когда объявили, не, когда он говорил, что они хотят признать ДЛР, признать? НР. Да, 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 да. И Ты он говоришь, что говорит, это... ну что, да. Он говорит, что да. Я согласен, что мы их типа в Россию поняли. Он говорит, мы об этом не говорим. Он там, и он начал, и тот уже, ну хорошо, да, сказал, посади его. Не видишь, он в каком состоянии, он уже там трясется весь. Он его унижал при всем миром, весь мир видел это. И Своего что? же человека, знаешь, это А я он его не считаю. унижал, он ему просто сказал, давай... Там знаешь, Да что он было? его унизил, там, да, тот уже Да он трясся. униженный, нельзя чмо опущенное унизить, оно уже Ну, я унижено и говорю, он опущено. даже своих Это унижает, понимаешь?
Он убивает своих, он взрывает свои русские дома, понимаешь, когда приходил к власти. Взрывает Это я метро, тоже, да, это Волгодонский, то, что это КГБисты и сделали. Волгодонск, и Но Москва, это и нужно было Буйнак. причину, чтобы начать чеченскую кампанию. А что ты хотел? Да, русско-чеченскую А ты войну. говоришь, он не пойдет применить атомную бомбу. Да он на все пойдет ради своего. Ему уже... Пойдет. Нет, смотри, там тонкая грань. Для того, чтобы нанести ядерный удар, это распечатать ядерную бомбу и запустить ее. Соответственно, ее можно получить обратно от тех, у кого она есть, в первую очередь американцев. Это Я понятно, думаю, я это и американцы говорю, но это будет так конец. поддержат Россию. А другое дело взорвать своих же русских женщин и детей. И это А безопасно, ему, понимаешь? Для ему него это наплевать, безопасно. слушай, какие русских женщин, какие наплевать. Ну вот, Волгодонский взорвал, Буйнакский взорвал, в Ну, я Москве взорвал. говорю, ну, когда было это Беслан, там, не знаю, когда захватили вот эти Не, подожди, мы террористы, сейчас типа, говорим или о кто, взрывах домов в 99 он году. танки Я- послал туда. Вместо того, чтобы переговоры вести, спасти людей любым Они путем, сожгли любым. всех там, да, сожгли. Это тоже все известный факт. Но Он мы сейчас танки говорим туда пустил. о Там взрывах погибло домов. 300, 400 Э, детей почти погибло. Да, там погибло 334 ребенка погибло. Ну, А, это как можно говорить? Это говорит все о этом человеке. Все, Вот больше мне тут ничего. кто-то пишет, добавь меня в эфир, у меня всего один вопрос. Ты можешь задать свой, написать свой один Да вопрос, я пусти, на пусть него тебе говорит. отвечу. Пусть говорит. Да, можешь написать, почему нет. Смотрите, и что я имею в виду? Это вопрос о том, что может ли Путин убить миллион человек, или 100 миллионов человек, или миллиард на этой земле, он даже не стоит. Может. Это вообще даже не абсолютно, это зверье. Это бешеный зверь, который может убить сколько угодно людей. Женщин, детей, стариков, русских, не русских, разницы нет для него. Это он может. Другой вопрос, что это скотина, это бешеный зверь, вот он может пострадать. Вот у него всегда вопрос, ну, вот этот стоит в голове. Может ли он пострадать? Вот это другой вопрос. И поэтому нанести ядерный удар он не может. Он может сделать, как будто произошел утечка, там сейчас Чернобыль, свет отключили, еще что-то сделали, и создать экологическую катастрофу, чтобы погибли Ну, люди, но он ну, как бы не виноват. какая Он как бы не разница? виноват. Какая разница, как он это сделает? Ну как какая? Главное, что Одно он дело. может... Не, я говорю, Нет, что этот смотри, человек смотри. может Когда он пойти на напал все. На Украину еще в 2014 году, они как бандиты, трусливые бандиты, снимали лычки с себя, вот эти все опознавательные знаки и представлялись вообще бандитов. Для любой армии это позорище. Просто хуже нету для современном мире без опознавательных знаков. Поэтому у него нет ни моральных рамок, нравственных, каких-то общечеловеческих. Я об Но этом и говорю. убивать он может. Убивать для него не проблема. Главное, чтобы Конечно. не сказали, что это он. А мы живем в правовом мире, где работает международное право. И когда ты не говоришь, что я объявляю войну, а провожу какую-то спецоперацию, то в правовом смысле, да, юридическая сторона вопроса, она тебе не позволяет применять какие-то определенные против тебя действия. И точно так же он делает, он взрывает людей и говорит, ну это не я. Конечно, если бы он сказал бы, что это я, были бы другие санкции к нему, да, и намного раньше, У чем сейчас. меня, Просто у всем уже меня, между надоело прочим, просто его вот это, его претензий ложь. к Западу столько же, сколько и к Путину, например. Кому? К Западу. Но мы сейчас не о Западе говорим. У тебя вот это Как, такая а привычка что? все Они сравнивать свою Россию с ложку не Западом. бросили, Оставим они это. Мы тоже... сейчас говорим о фашистской России. О Нет. фашистской России. Ты говоришь, что Путин там может нанести ядерный Когда они удар. Я молчали, считаю, вот что ты он не говоришь, может когда они его нанести, молчали, вот это все. открыто взяв это на себя. Потому что Ну, запустить Запад же ракету, промолчал, допустил это. Почему они да, тогда не Запад сделали эти много санкции? ошибок совершил. Мы сейчас не о Западе. Я тебе хочу донести А, мысль, а я об почему этом Путин говорю, не что может Запад, нанести если атомный они удар должны были открыто от тогда себя. уже, если бы тогда Открыто от остановили бы, себя. сейчас не было бы украинской войны. Вот это не было. Я тебе Это говорю. не украинская война, это русско-украинская война. Она украинская была бы, если украинцы между собой дрались. Вот это То есть, если она была гражданская. украинская Это гражданская, русско-украинская война. Это отечественная, последняя как война, хочешь между назови ее. прочим. Неважно. Война есть война. Как
какая разница, как она называется, отечественная, такая освободительная, Ну, а как ты война думаешь, есть почему война. ее тогда Она называют? убивает Почему людей. Отечественную войну называют отечественной, а не, например, войну против марсиан? Или, межгалактической? Почему ее не Вот называют люди межгалактической? успокоятся только тогда, когда марсиане нападут. Ну, там не марсиане, а кто-то со стороны. Ладно, ты уже сам очень... никуда ты заходишь. Я, как не, ты просто не хочешь мою мысль понять. Я твою понимаю, что ты хочешь. Ты все, Россия, это понятно. То, что там происходит, то, что там захвачена власть и свои там порядки. Там людей ни за что забирают на улице. Да, Понимаешь? Это да. убивает не просто так, понимаешь? Это да, это все это знают. Но Запад молчал, молчал, молчит. И только сейчас немножко начали они. Ну, я вот весь свой стрим и в других стримах говорю, что Запад оставил нас один на один с Россией. Обвиняю в этом Гитлер, Запад. когда Но это Гитлер, не повод мне ты сейчас Гитлера гасить помнишь, Запад. такого Мне человека, надо, был чтобы Запад такой ублюдок. помог Украине выстоять против этой фашистской Ты России. помнишь А такого потом я ублюдка буду предъявлять, австрийского? Запад несет моральную ответственность, а Россия несет уголовную ответственность. Фактическую ответственность несет Россия. А были некоторые чиновники на Западе, которых, наверное, тоже нужно будет привлекать к уголовной ответственности. Но в целом Запад несет только лишь морально, потому что так устроен мир. Я живу в Чеченской республике, моя страна Чеченская республика. Мы не должны ехать воевать там, не знаю, за какой-нибудь там Сомали или Чад или Сирию, только добровольцы. Точно так же американцы не должны. Но они, как великая держава, должны нас поддерживать. Но воевать они за нас не должны. Поэтому у каждого свои национальные интересы. Я поддерживаю Соединенные Штаты, я поддерживаю Украину, но это не значит, что я являюсь там гражданином или отстаивающим интересы Украины или интересы Соединенных Штатов. Я отстаиваю свои интересы. Украина отстаивает свои. Ты отстаиваешь там своей страны Я интересы. Это отстаиваю нормально. интересы мира во всем мире. Вот что я отстаиваю. Ну, я Для тоже за меня, то, чтобы мир был во всем мире. Я тоже, но так сложилось, что люди это самые худшие из животных на этой земле. Они убивают людей просто ну, ради я того, это чтобы с самого убивать. начала тебе говорил, что Но вот люди таков мир, я живу, я всегда должен люди будут быть реалистом. завидовать, конфликтовать сосед до соседа. Это бич человечества. Тут Это комментарий началось пишет, еще а у России с есть национальный разрушения. интерес. Да, у Это России есть началось с национальный. разрушения храма. Какого храма? А? Какого храма? Вавилонского. Вавилонского. Тогда началось. Ну да, если верить Библии или там Торе или еще чему-то. Или- Ясно. Ладно, друг, я пойду тогда. Да, Пообщаюсь, ладно, хорошо, ты комментарии виду почитаю. уставший, иди поспи, Не, я отдохни. выспался. Все отлично. Отлично, спасибо. Давай. Хорошо, давай. До Приятно было скорого. Тебе пообщаться. удачи, твоей семье тоже удачи. Взаимно. Пока-пока. Пока. Так, наш друг нас покинул. Так, а у России есть национальные интересы. Да, у России есть национальные интересы, только сейчас Россия преследует не свои национальные интересы, а интересы ФСБ и КГБ. И национальные интересы русских и России обходят стороной. Сейчас они этим не занимаются. Так, по Украине. Что значит по Украине? А есть национальный интерес по Украине. Нету у России национальных интересов по Украине. Конечно, интересы есть, заниматься, сделать из Украины друга. Ну как это не национальный интерес? Схожий, похожий народ, понятный народ, много смешанных браков, все такое. Почему из Украины не сделать друга, союзника, брата, верного, надежного? Вот это национальный интерес России. Но это сейчас это невозможно. Сейчас между этими людьми море просто уже крови. Море. Поэтому национальные интересы не преследовала Россия. Преследуются интересы КГБ. Все.
Вот что есть. Они никогда не станут нам братьями. Уже я думаю, да. Уже я думаю, да. Ну, знаете, время лечит, время меняет. Пройдет время. После Голодомора, наверное, тоже многие говорили, никогда не станут братьями. Ну, прошло время, и украинцы были за Россию тоже, к большому сожалению. Большому сожалению. Но русские, да, друзья, ставьте, кстати говоря, лайки, напоминаю вам, ставьте лайки, распространяйте наши видео, пускай как можно больше узнает людей о нашем мнении. Меня зовут Аслан Арцуев, я чеченец, и я полностью поддерживаю Украину. У меня такое чувство, что не Россия воюет с Украиной, а Чечня. Они так преподносят украинцев. Абсолютно верно, кто это говорит. Так. Абсолютно верно, так. Для этого это и делается. Представить, что не Россия напала, а Чечня напала на Украину. Это так делается. Это такой обман. Нам тоже рассказывали, что не Россия на нас напала, а кадыровцы на нас напали, оккупировали, и вот он сам сел во главе нашей страны, что 100 тысяч внутри Чеченской республики, вокруг еще столько же оккупационно-российских войск нет, а есть Кадыров, который вот напал, покорил, убивает нас и так далее. Это не ложь. Ложь. Кадыров это пешка, это инструмент в руках более опасного и грязного противника. Это Лубянка, Кремль, ФСБ. Вот кто враг. И Украины, и Грузии, и Чеченской республики, и Америки, и всех остальных. И с ним будет вот на нашей жизни, наше время, вот в ближайшее время, вероятно, в этом году, мы увидим конец фашистской России. Дал мула. Так, брат, я считаю, что войну можно было избежать, если в Киеве сидели умные политики. Абсолютное заблуждение. Невозможно. Невозможно. Как ее можно было избежать? Вы не можете. Войну можно остановить войной, гласит чеченская пословица. Вы не можете человеку, который ворвался в ваш дом, отжал часть вашей территории, убил уже на тот период 15 тысяч, 14 тысяч ваших людей, договориться. Вы с ним не можете. Он пришел вас убивать, он пришел вас завоевывать. Вы с ним договоритесь, как Рамзан Кадыров, если вы скажете «Слава России», «Я за Россию». Если вы это скажете, да, тогда вы можете с ними договориться. Вы своих всех патриотов выдадите, сами их репрессируете, сами их убьете, да, вы тогда сможете договориться. Но это называется капитуляция, а не договоренность. Понимаете? Тогда зачем все это нужно было? Знаете, я вспоминаю, что говорил Джохар Дудаев. Он сказал, солнце свободы зайдет со стороны Украины. Этот человек, я долго думал над тем, что он сказал. Фактически он признал в этом, что мы, чеченцы, проиграем в войне. Духом мы никогда им не проиграем. Ну, в войне, в физической силе, они превосходили в 1000 раз нас. И он это понимал, представьте. И он сказал, что эта война заряжена на 50 лет. И она продолжается, сейчас она в Украине идет просто. Это то же самое, та же война, которая была у нас. И вот человек, очень умный человек, говорит, солнце свободы зайдет со стороны Украины. Что это значит? Это значит, что он знает, что чеченцы проиграют. Он не говорит, что вот здесь произойдет свобода для чеченцев. И он не говорит, заметьте, чеченцам, давайте, ребят, мы не можем справиться, давайте прекращаем сопротивление и ждем, пока солнце свободы зайдет со стороны Украины. Он этого не говорит. А знаете, почему он это не говорит? Я вот думал над этим. Он это говорит для того, чтобы Украина могла еще один день, еще один месяц или год продержаться, быть свободной. Для того, чтобы в этой Украине выросли достойные, свободные, новое поколение свободных людей.
которые выросли и сегодня бьют этих фашистов. Вот как совместно ведется борьба. Джохар Дудаев осознавал, что мы проиграем эту войну, но он продолжал ее вести, чтобы дать время Украине. Поэтому договориться можно было с Россией. Если поднять руки и сдаться, и мы могли договориться. А я сейчас уверен, что Джохар, во-первых, абсолютно был прав, а во-вторых, Украина выстоит, победит, и на этом будет точка истории России. Они ее крестили, как они говорят, украинцы, они ее и отпоют. Да, мула. Добрый день, я из Украины. Хочу сказать большое спасибо вам за поддержку, Максим. Добрый день, дуже дякую, Максим. Слава Украине, героям слава. Здравствуйте, а вы откуда? Я чеченец, живу в Германии, город Гамбург. Вот такие вот, друзья. Друзья, ставьте лайки, распространяйте наши видео. Задавайте ваши вопросы, и в меру своих интеллектуальных способностей я буду вам отвечать. Так, нам зашел D-Reality. D-Reality, Машовер. Нет, друзья, я не хочу с вами больше разговаривать. Я немножко хочу почитать комментарии. Муслим Арцуев. Муслим, да, Саадуэль. О, Муслим, завалил ты меня цветами. Спасибо за поддержку, слава Украине. Героям слава. Муслим 24 розы подарил. Дели слава Шараса. Да, Саадуэль, а роз дашь. А их можно покупать, я смотрел, да? Вот можно вот эти ты оплачиваешь, и потом ты можешь раздаривать. Это очень круто. Это очень хорошо. Надо этим заняться. Кстати говоря, я чеченцев, которые здесь есть, призываю заниматься тем же самым. Вы можете заходить на разных украинских блогеров, писать, когда у них эфиры, писать комментарии, чтобы их заметили, и поддерживать всячески, ну и проталкивать нашу Ичкерию, потому что она будет скоро признана. Фашистская Россия уже перестала существовать. Я вам ответственно заявляю. Я 3-4 года назад еще говорил, я когда выезжал из Москвы, я знал, что уже России конец. И тогда поддерживал еще, когда Украину, еще когда жил в Москве. 8 лет назад я это уже знал. Я это уже предположил, знать я, конечно, этого не мог. А сейчас я со всей ответственностью заявляю, фашистской России больше не существует. Дело времени, как было это в Афганистане. Советский Союз еще существовал, но его уже не было. То же самое, нет больше Российской Федерации. Да, мула. Да, мула. Поэтому скоро будет признана наша Чеченская Республика Ичкерия. Если вы заметили, Госдепартамент США начал говорить снова об Ичкерии, как раньше он это делал. Снова о нас говорят, снова нас поддерживают, снова упоминаются преступления, совершенные против нас фашистской России. И военные и политические силы фашистской России будут отвечать полностью за все преступления, которые они совершили против нашего народа. Слава Украине! Муслим, да, Саадуэль, завалил ты меня этими подарками. По телевизору Россия уже выиграла. По телевизору они выиграли еще когда, в первый день, когда они вошли в Украину. Да-да. Российская армия была сильна по телевизору, пока не ступила на украинскую землю и не встретила первых хлопцев. Слава Украине, героям слава. Я рад за вас, Чечня, братский народ. Дуже дякую. В моем городе есть люди из Дагестана, и с ними работаю, и знаю давно, очень хорошие люди. Везде есть хорошие люди, бесспорно, бесспорно. Ну, кроме Лубянки и Кремля. Так что вот такие вот дела, друзья. Мы, грузины, за вас, за наших братьев. Дуже дякую, брат грузин. Мы тоже за вас.
И мы вместе только можем победить, вместе можем только освободить наш Кавказ от этих фашистов. И вот мне сейчас парень говорит, мы на Кавказе вели войны. Мы не вели никогда войн друг с другом. Никогда. Мы всегда договаривались, находили общий язык, даже в самые конфликтные ситуации. И со всеми народами, вне зависимости от национальности. Всегда человек найдет много общего с человеком, если над ним не стоит враг, да, который заставляет, насильно стравливать, насильно одни земли отдает другим, чтобы потом через 100 лет эти люди друг с другом грызлись. Мы братья и будем всегда. У нас так мало блогеров, Аслан. Почему? В Украине очень много блогеров. Или ты про чеченцев говоришь? Да, у нас проблема. У нас есть засланные блогеры. Засланные. Или дебилы полностью, идиоты, которые делают то, что говорят. А настоящих, думающих, образованных, умных блогеров у нас очень мало. Я с Казахстана, слава Украине. Аллах, Казахстан, героям слава. Девочла ангел, слава Украине, героям слава, слава, слава. Казахстан, спасибо. Вот тебе говорят спасибо, Салтанат. От украинки. Слава нашей ненцы Украины. Героям слава. Героям слава. Одесса на связи. Приветствую, Одесса. Как у вас дела в Одессе? Что у вас там? Владимировна тоже спасибо, Владимировна. Так, интересно, когда идет запись сохранения вот этого. Я, кстати говоря, потом на Ютубе выкладываю свой стрим, который провожу в ТикТоке. И сегодня, после этого, после нашего стрима, я сегодня тоже его выложу. Тревога каждый день. Да, друзья, это война. Война это самое ужасное, что может быть на этой земле. Самое ужасное. Муслим, Баркал тебя, еще ты мне отправил, уже что-то ты мне другое. Сосуд желаний. Вообще. Круто. Миша Тамишин. Дуже дякую, Миша. Хватит уже заваливать меня, ребята, вы меня тут... Куплю путевку в Гагры. Заживем! Украина сможет победить. Абсолютно, 100%. Я никого не воодушевляю, и просто абсолютно реальные факты. 100% Украина выиграет. 100%. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Так что, друзья, вот таки Украина непереможна. Украина непереможна. Это, значит, Украина непобедима, да? Да, я полностью согласен. Я в прошлом своем стриме говорил, и сейчас говорю, украинцы, вы как колыбель славянизма, да, Киевской Руси, вы должны быть лидерами славян, постсоветских славян и белорусов, и русских, да, тоже там есть нормальные люди, их тоже собрать вы должны, хотите вы или нет, вы должны быть лидерами и двигаться в этом направлении. Не быть, как вам постоянно внушали, младшим братом, а быть старшим братом, матерью. И, ну, матерью, наверное, рано им быть еще. Ну, вот вы должны быть лидерами. И мы, чеченцы, свободные чеченцы, которые знаем цену свободы, боремся за свою свободу. Мы вас целиком полностью вас поддерживаем. Так, что-то я перемотал. Сейчас. Так, дал Нису Лойл и Умдулинчен. Амин. Что вы скажете о Беларуси?
Беларусь, она также оккупирована, к большому сожалению, как та же Россия и другие страны. Мои соболезнования, я могу сказать, белорусам. Я а, поддерживаю, живи Беларусь, на митинги ходим, поддерживаем, пишем там, говорим, но белорусы сейчас очень пассивно себя ведут. Но с развалом России, мне кажется, истинную свободу белорусы тоже получат. И белорусам много что нужно будет сделать. Много что. Они более европейские, более цивилизованные белорусы, чем россияне. Но они находятся в оккупации. В заложниках, скажем так. Не в оккупации. Оккупация – это когда тебя иностранный кто-то. А Лукашенко, он как старый гибнюк, всегда был во власти, и белорусы его терпели. Это очень плохо. И вот к чему мы пришли. Теперь Беларусь, теперь фактически часть России. А это ужасно. Это будущее своих детей просто профукали, получается. Но благодаря тому, что сейчас делает украинское воинство, я думаю, очень быстро все наладится. Да, мула. Ассаламу алейкум. Цахата дарсавик. Ва алейкум ассалам. Хата. Что вы скажете? Какая сейчас ситуация в Грузии? Ну, не знаю, пока я не могу сказать, что там сейчас в Грузии. Грузия, в Грузии намного лучше положение, чем в Беларуси, я могу сказать. При всем при этом оно не идеально там. В Чечне запугали людей. Как им помочь? Говорить правду, доносить правду. Они боятся правды больше, чем пуль. Еще с советских времен тех людей, кто говорил правду, они сажали в психушки. Это такая уже более цивилизованная у них форма была борьбы с диссидентством. Хотя это очень ужасная форма на самом деле. Они там пичкали ту же самую Новодворскую там разными своими этими лекарствами. Поэтому Чечне людям надо помочь. Чечня проходит постгеноцидный период. Нужна реабилитация, нужна поддержка чеченцев. Мы ее не видим. Вот только где-то что-то начинает появляться. Все это время мы ее не видели, сами справлялись. Ну вот, нужно поддерживать. Я вот всячески пытаюсь это делать. Так же, как и Кадыров, не так же, как и Кадыров, Максим, не так же. Кадыров стал во главе Чеченской Республики после кровопролитнейших боев, когда мы потеряли огромное количество своих пассионариев, своих защитников. Но в этом смысле вы определенно правы, что он выполняет он его вассал, путинский вассал. При всем при этом, конечно же, у Лукашенко больше прав, чем у Кадырова. Это может показаться странным, но на самом деле мэр Москвы, да любой другой губернатор имеет больше, ну не любой, но многие имеют больше полномочий, чем у Кадырова. Кадыров это цепной пес. Ему ничего нельзя, кроме того, что ему скажет Путин. У Лукашенко в этом смысле, конечно, побольше прав, но определенно вы правы в том смысле, что это такой же вассал, такой же пес. Такой же пес. Более умный, более мудрый, потому что Кадыров, конечно, это вообще... Это такое, знаете, это оскорбление, максимальное оскорбление русскими нас, чеченцев, вот этим выбором. Максимально они нас хотели этим задеть. Но им в какой-то степени это удалось. Ну, все вернется на свои круги своя, и мы это переживем. Мы так тримаемся, дякую, Оксана, дякую. Мы так тримаємося, ми так і об'єднаємося, нас не здолати. Дякуємо вам за підтримку. Оксана, дякую вам. Це Україна. Дякую, Оксана.
Цер Украинер Бэйан Цах Ичан Хуэлдиз Кадамбеш. Цер Украинер Бэйан Цахачан Чан Хуэлдиз Кадамбеш. Слава Путину и России, Алдис. Так, присутствуем. Так, спасибо, Оксана. Завалили вы меня сегодня подарками. Все, 100% теперь уеду в Гагры. Куплю себе домик у моря и заживу. А Россия отстает от Запада на 100 лет. Скоро будет на 1000. Да, абсолютно так. Абсолютно так. Ахмад Хаджи, салам, загоняй Алдис от Путина. Вы давно выехали из Чечни? Максим. Да, Максим, я в 95-м году выехал из Чечни. В 95-м. Джахар это предсказал еще 27 лет назад. Белорусы готовы сдаваться после того, как перейдут границу. Вы имеете в виду тех, которых пошлют воевать против украинцев? Они обязаны сдаваться. Это самое умное и мудрое, что они могут делать. Тем более на стороне Украины я видел, был батальон белорусов. Кстати, я видел русских украинцев, которые тоже воюют. И большой респект этим русским, которые воюют на стороне Украины против этого Мордора, фашистской России. Делги, что Элла Миш Маять. Вы давно. Так. Здравствуйте. Привет всем с Ужгорода, Украина. Привет. Ужгород. Так. Они никогда не станут нам братьями. У России есть национальные интересы. Да, конечно, есть. У России есть национальные интересы, но пока Путин занимает с собой это все. Да, ладно, был дуэль Алдиз. Газу отмечаду цей дохшти. Газу там дацуне. Да, Дел резулч эур геч дуэль эдух. Проблема. Здесь у нас у чеченцев диалог идет по-чеченски, я вам сейчас переведу. Один спрашивает, тех, кого убили в Украине, у нас как бы принято, когда похороны там соседи у кого-то происходит, вы ходите, как у всех нормальных людей, выражать соболезнования. И вот у нас тут возник вопрос. Мне спрашивают, что нужно говорить, да, когда умирает. Когда человек погибает на войне, мы говорим, дал газу от обал дуэль, пусть Бог примет его газовать. Если просто человек умирает не на газовать, мы говорим там, благословит его душу Всевышний там, и так далее. И вот сейчас возник вопрос, как этим говорить. Про газовать нельзя сказать, они не на священной войне. Там, чтобы его душу упокоил Бог, уже человек вроде умер, и тоже как бы он на войне погиб, нужно говорить как... Короче, большая проблема сейчас у нас тут решаем, как выражать соболезнования, чтобы было честно, и чтобы в Чечне это еще небезопасно, ты не можешь прямо вещи говорить, потому что просто убьют. Приємно, що ви розумієте українську. Тепер придется вивчити чеченскую мову. Да, Максим, учите. Это очень важно. Брат, я считаю, что войну можно было избежать, если в Киеве сидели умные политики. Дело не в Киеве, вот в чем проблема, понимаете? Дело в Москве. Кто бы там ни сидел, это бесполезно. Добрый день, я из Украины. Хочу сказать большое спасибо вам за поддержку. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Так, когда не дадут добро поехать из Европы? Когда нам дадут добро поехать из Европы? Так, привет, Ровненской области. Приветствую. Витаю вас, Украина. Когда не дадут... Так. Есть украинская армия и белорусы, и чеченцы, и русские, и корейцы, много других национальностей. Да, я знаю. Здравствуйте. Субханаллах. Вас что не устраивает в России? В Чечне мир, вас это не устраивает? Ведь это руководство. Лам Креатор. Меня не устраивает фашистская Россия, меня не устраивает. Фашистская Россия.
Меня мир, конечно, мир нужен. Но мир, когда после того, как убили 300 тысяч моих граждан и посадили какого-то дебила нам, который дальше продолжает делать то, что говорит Россия, меня это в корне не устраивает. Что это за мир такой? Когда нас посылают в войну воевать против свободных людей, да, обманом, пропагандой, деньгами и так далее. Но посылают, это не в интересах чеченского народа, это во вред, просто на века во вред. Нам еще украинцы будут это, знаете, сколько вспоминать, как грузины вспоминают, как других, которых посылают. Причем про других не вспоминают, только про нас почему-то. Но это факт, да, и я за это извиняюсь. И сейчас извиняюсь, и дальше буду говорить, ну вот, оправдываюсь фактически, да, оправдываюсь. И мы все оправдываемся, что они никакие не чеченцы, они кадыровцы, они ублюдки. Это факт. Если украинцы извиняются за то, что сделала Россия с нами, и они верили этой пропаганде, почему я не буду извиняться за то, что делают сегодня подверженные пропаганде фашисты, чеченоговорящие? Самые настоящие фашисты. Все, кто воюет против Украины, свободно Украины, это фашисты. Чеченоговорящие или русскоговорящие, или какие любые другие. Слава Украине, героям слава. А зачем сейчас продолжаете войну? Почему? Нужна сатисфакция, нужно наказать преступников, военные политические силы России. Ведь самое главное право на жизнь, которого лишены 300 тысяч наших граждан, в том числе русские и другие наши граждане, за них я требую сатисфакции. Я хочу, чтобы виновные были наказаны, чтобы впредь над нашим народом этого не происходило больше, чтобы других охоту отбить, проводить геноцид чеченского народа, граждан убивать Чеченской Республики. Вот моя цель такая. Так, Муслим, дуже дякую. Россия Параша. Хорошего вам эфира, всего хорошего и мирного вечера. Дуже дякую. Мы с империей всю жизнь воюем. Так, слава Украине. А зачем сейчас? Так, это уже было. Слава Украине. Почему не мирным путем? В смысле не мирным? Что вы имеете в виду? Вы можете более развернуто донести свою мысль? Попробовать ее хотя бы донести. Ну вот здесь вам уже отвечают. Да, скажите про этот мирный путь России, а не нам. Не мы нападаем. Да, они считают, что они нападают, они захватывают, а потом говорят, ну что такого, ну поживите с Россией. Ну что такого, пожили бы с немцами тогда. Чего вам было? Что вы такое? Давайте Чечня станет частью, Россия станет частью Чечни, Чеченской Республики. Давайте вы все будете говорить на чеченском языке, будем воспевать чеченских поэтов, будем учить чеченскую историю. А почему нет-то? А что такого? Неужели вы фашисты? Неужели вы террористы? Не хотите с нами жить? Ах, вы плохие люди какие. Нет. Спасибо. Давайте раздельно как-нибудь. Ров с крокодилами, как положено. Вот так и будем жить. Ты настоящей ночи. Дякую, дякую. Слава Украине, привет из Одессы. Привет, Одесса. Вот. Так, слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава. Как вы видите судьбу Ичкерии? Я вижу судьбу Ичкерии свободной, независимой, демократической, правовой страной, где у нас будет безвизовый режим в Евросоюзе. Вероятно, мы войдем в Евросоюз когда-нибудь. Обязательно войдем в НАТО. Обязательно. Это гарантия. И мы будем жемчужиной в этом прекрасном альянсе. И это будет гарантия для нас, для нашей безопасности, чтобы мы могли развиваться, жить, созидать и так далее.
Вот такое я вижу Чеченскую республику. Демократической, светской, где религия отделена от государства. Это не значит, что там, мы перестанем быть мусульманами. Там, некоторые меня тут во всех грехах обвиняют. Просто в силу своих интеллектуальных возможностей, ну и просто из-за ненависти ко мне как к человеку. Поэтому мы будем цивилизованной страной. Мы очень конкурентоспособные, мы очень целеустремленные чеченцы, очень умеем зарабатывать деньги, развиваться, очень креативные. Я горжусь этим. И я думаю, сейчас, когда мы в Европе, треть нашего народа живет в Европе, имеем гражданство, говорим на всех языках Европы, когда у нас много уже налаженных мостов, образованных людей, мы станем нормальной цивилизованной страной, без этой фашистской России. Да, Алла, я в это искренне верю и прикладываю все усилия для того, чтобы мы быстрее пришли к этой цели. Муслим, баркал тебе, завалили вы меня сегодня подарками, друзья. Все, 100% теперь куплю себе Волгу и в Гагры. Имарат Кавказ, Вилаят Ичкерия. Адамсан, ну, ты ошибаешься. Во-первых, Вилаят Ичкерия он не говорил, это Вилаят Нохчучо он говорил. Но это для того, чтобы мы создали Имарат Кавказ, мы должны спросить соседей наших, да, русских. Нам спрашивать не надо. Нам нужно спросить соседей, хотят ли эти соседи жить с нами. Мы же не империя российская, чтобы завоевывать чужие территории. Мы должны спросить у дагестанцев, хотят они войти в Вилаят. Что значит Вилаят? Мы живем в цивилизованном мире, использовать арабскую терминологию. Нам нет необходимости. У нас есть свои слова. Мы можем использовать, как в Европе, например, как это делал Джахар Дудаев, Звят Гамсахурдия, делать конфедерацию или союз, Кавказский союз, как наподобие Европейского союза. Это было бы очень круто, я не против. Но переводить все это на религиозное русло и делать какой-то вилаят, там, делать из этого исламское государство, ну, это контрпродуктивно. Мы просто никуда не придем. Пока мы будем завоевывать дагестанцев, там, других, третьих, присоединяя к нам вилаят, сами закончимся. Поэтому это утопия, которую мы должны, да, мы должны объединяться как кавказцы, но мы должны иметь согласие для этого. А для того, чтобы у нас был Имарат Кавказ, вилаят Нохчичуэ, не только мы должны спросить дагестанцев, ингушей, кабардинцев, карачаевцев, которые воинские, вот этот Имарат Кавказа, это военная организация, которая сражалась против России, которая, между прочим, признана террористической в Европе, и уже было 2 решения суда в Австрии. Поэтому вот ты пишешь, ты вот сейчас как раз поддерживаешь террористов, и ты можешь за это пострадать. Но мы должны еще чеченцев спросить. Его Величество, господин народ мы должны спросить, чеченский народ. Хочет ли он объединяться на тех условиях, на которых там предлагает нам Кавказ-центр и лично Удугов. Это его была идея. И я не сомневаюсь, что и это на религиозном плане, это был сделан вброс нам от российских спецслужб. Чтобы та идея Дудаева и Звияда Гамсахурдия о конфедерации Кавказа, о Кавказском союзе, сбить ее, перевести ее, идея отличная, ее как бы ни один нормальный человек, кавказец, от нее отказываться не должен, по идее, потому что если мы будем вместе, мы будем сильнее, как Европейский Союз. Им нужно было перевести это на религиозные рельсы, и чтобы ее вызвать отторжение. Ведь на Кавказе живут не только мусульмане, живут грузины, живут осетины. И они, наверное, не захотят воссоединяться в Имарат Кавказ на религиозном начале, потому что у них другая религия. Вот то же самое произошло вот с нашим вот этим Имаратом. Эту идею мы должны быть дудаевцы.
и придерживаться идеи Дудаева. Дудаев смог сформировать государство. Дудаев смог, его армия смогла победить в Первой русско-чеченской войне. Он знал, как вести себя с Западом, как вести себя с Востоком и с другими соседями нашими. А дальше что было? Это был бардак. При всем уважении к нашим лидерам, нашим воинам, был бардак, которым мы не могли справиться, не хватало стратегического мышления, не хватало много разных вещей. Ну и, конечно, были потери, в том числе гибель Дудаева, как нашего отца-основателя нашего государства. Поэтому не все так просто. Не хватайте вот поверхностно, что вам забрасывает пропаганда. Давайте анализировать, давайте приходить к строению тысячелетнего государства. Привет из Киева, привет Киев, привет вам с Черкас, мы за мир, привет Черкас, мы тоже. Только что ракета пролетела. Мирным путем соседи почему не договариваются? Все вопросы к русским. Слава Украине, героям слава. С морозостойкими, так, слава Ичкерии, морозостойкими крокодилами. Да, это по поводу ров с крокодилами по границе с Россией. Слава Ичкерии и Украине, спасибо. Дуже дякую, героям слава. Вы серьезно? Про НАТО и про Америку? Абсолютно точно. НАТО зачем надо? НАТО надо. Светский мухуль. Светский, вайгинзегюк, вайичкерий, это светское государство. Мы войдем в халифат, одно из 8 государств. Ну, ты вот бред несешь. Одно из... Какой халифат? Кто строит халифат просто? Вы, ребят, вы взрослые, наверное, ребята. Зачем вы хватаете вот поверхностно это все? Ну, кто строит, кроме вас, халифата? Вот кроме вот тебя и вот того, кто вилаят строит. Один вилаят строит, ты халифат строишь. Кто еще его строит? Для того, чтобы строить, чтобы империю, халифат, там, большое государство, ну, хотя бы нужно знать арабский язык, потому что у нас миллион, мы не можем построить. Мы можем построить Ичкерию и присоединять, начать там арабский мир, турецкий мир. Ну и турецкий мир, и арабский мир совсем по-другому думают, друзья. И этот арабский мир, этот турецкий мир, ну, турецкий больше, арабский чуть меньше, нам практически не помогали. Даже на государственном уровне простые люди нам помогали. Ни Турция нам не помогала, ни другие страны. Да, принимали беженцев, как Европа принимает. Но на государственном уровне нам никто не оказал поддержку. Вы видели видео, Дудаев говорит, Турция не высказала свою ноту недовольства к России, протеста. Когда высказал Израиль, маленький Израиль высказал, большая Турция не высказала. Ребят, не думайте штампами, не думайте, что вам закладывают. Думайте, что реально мы, чеченцы, прожили, перенесли геноцид, и весь мир нам не помог. В том числе исламский мир, мусульманский мир. Даже в первую очередь этот мир не помог. И вы хотите быть пятым колесом в телеге? Возьмите нас. Мы им не нужны. Это пора уже понять. У каждого свои интересы. Нету никакого в общем целом какого-то исламского мира. Есть арабский мир, да. Есть османский, турецкий, Туран мир. Это есть. У каждого есть свои национальные интересы. Почему у нас их не должно быть? Лох ешам яцвой. Самуац лох. Мы войдем в халифат. Одно из вот так. Ты входи. Добрый день, добрый. Дудаев говорил, как зайдет солнце над Украиной, то не будет России. Да, он сказал, солнце свободы зайдет со стороны Украины, если чуть точно. А почему вы в Европе кушаете их хлеб? Потому что в Европе дают только свой хлеб. Да, мула. Вы не можете давать гарантии. Чеченцы живут в Чечне. Чеченцы живут везде. Здесь одни астрологи предсказывают распад ЕС. Ага. Они уже с советских времен, загнивающий Запад, это уже было очень распространено. Они умирают с голоду, загнивают и так далее. Это у них любимое занятие. Так, друзья, у меня садится батарейка. Сейчас
подключусь. Ставьте лайки. И не забывайте писать комментарии. Так, что-то у меня тут не вставляется она. Она у меня закреплен, телефон у меня закреплен просто, и поэтому неудобно вставлять. Так, ассаламу алейкум. Так, да, дай Бог все завершить. Так, а вы помните случай, когда Башкирия и Татарстан в 90-х были предложены выйти из состава России? Да, помню, когда они объявили о своей независимости. Но вы разместились. Дагестан – это Россия. Завоюете вы только Кавказ террористический. Во сне только Кавказ террористический. Не понял я вообще. Что нам мешает быть вместе, как Европа и Марат? Ничего нам не мешает. Только согласие нужно, понимаешь? Добровольное согласие. Это очень важный момент. А некоторые кавказские народы даже из России не хотят уходить. О чем ты говоришь? Это нужно признать. На Ханкале у нас в основном дагестанцы, контрактники служат. Так, на заметку. Дудаев был мужчиной с большой буквы. Да, абсолютно верно. Американцы, если приходят, это смерть. Привет. Так. Да, фашистам смерть. Процитируешь Джохара Дудаева по отношению к Украине. Солнце свободы зайдет со стороны Украины, он сказал. Он много что говорил. Он сказал, что еще будет бойня в Крыму, и украинцы и русские сойдут на непримиримых позициях. И вот я их вижу сейчас. Это непримиримые позиции, потому что нету предмета обсуждения у русских. Русские говорят, вас не должно быть украинцем. Что ваша история – это наша история. И вы наши младшие братья. И это фактически считайте, что вас не должно быть, говорят. Украинцы отвечают то же самое. И что им еще делать? Вы в каком городе живете? Я в Гамбурге живу. Почему Рубати перешла, что ее подтолкнуло интерес? Кажется, она и раньше держала связь с властью. Франция. Я не знаю, Рубати, ты можешь задать этот вопрос Рубати. Я не знаю, почему она так сделала. Но я удивляюсь мужчин, которые постоянно спрашивают про Рубати. Неужели вам нечем заняться больше, кроме, как говорит Рубати? У вас враг, ваша страна оккупирована, вас убивают. Говорите, не Рубати, сделайте то же, что делала Рубати, но не предавайте, не переходите на эту сторону. Ведите себя как кавказские мужчины. Ичкерия, НАТО. Так. Ичкерия, справжні чеченці, не те, що бородатые кадыровцы, ничего, будем брить. Шайтан, уберись с Кавказа. Да, Россия это шайтан. Ичкерия всегда была в составе России. Вы из Америки вещаете. Не надо врать. Совесть имей. Во-первых, не из Америки, а из Германии. Да, паспорт у меня где-то там. Но это не важно. Где бы я ни находился, я имею право вещать и говорить. Ичкерия никогда не была в составе России. Более того, Чеченская республика даже не была в составе Российской Федерации. Мы были в составе Советского Союза. И у нас есть все документы, подтверждающие это. Мы в соответствии с советским законодательством и международным правом вышли из СССР. И никогда не входили в Российскую Федерацию, тем более добровольно. И никогда не входили добровольно даже в СССР, нас насильно присоединяли. А это, как вы знаете, незаконно насильно присоединять. Как тоже объединение Имарат незаконно будет. Точно так же присоединение любой территории, любого народа, это незаконные действия. Если это делается недобровольно. Мы никогда не были в составе. Мы как Российской Федерации не были в составе. Мы как Украина, Беларусь, страны Балтии, Грузия и все остальные вышли, как и тот же Татарстан, между прочим, вышли из состава Советского Союза. Но потом посчитали, что нас нужно вернуть, и это будет им безопасно, менее безопасно, чем возвращать, например, сразу же Украину. Они так посчитали. Немножко ошиблись, они
мы их не смогли одолеть полностью, но сбили спесь и дали возможность украинцам набраться сил. И вот сейчас ответка прилетела. Так, друзья, я, наверное, сейчас закончу свой стрим. Так, почитаю. Ассаламу алейкум, ассалам, брат. Ва алейкум салам, брат. Машуль. Надежда на Запад и другие страны. Надежда на самих себя и Украину. Мы вместе только можем выстоять. Привет из Бишкека. Привет, Бишкек. Так, Кадыров. 5 тух. Так. Слава Украине, героям слава. Вы все говорите, что вас насильно присоединили, оккупировали и так далее. Да, именно так. Правильно. Это Россия всегда под себя гребет. Не спрашивает. Все правильно. Изначально была Киевская Русь. Делай выводы. Так, не было ни в составе России, даже в составе России нет ни одного документа, где наша подпись стояла. Абсолютно с тобой согласен. Ну, как бы я имею в виду, что вот фактически были включены, и мы находились в составе Советского Союза. Но выходили мы даже не из Российской Федерации выходили, а из СССР. Я вот что имею в виду. СССР, как мы знаем, перестал существовать, его нет. Что ты думаешь о будущем Кавказа? Я думаю, что насчет всего Кавказа не знаю, но Чеченская республика Ичкерия скоро будет признана независимым, суверенным, демократичным, правовым государством. И мы будем строить свое супер демократичное, правовое супергосударство. Да, мула. Если бы не СССР, многие народы так и жили бы в землянках. Ты, наверное, хочешь сказать, русские жили бы в землянках, да? Потому что кроме них, по-моему, в землянках никто не жил. Так, Ахмад Могила, так, там зашел Рамзан Доктор. Ахмад Могила, да, воистину могила. У меня вопрос, что даст чеченцам победа в Украине? Чеченцам даст свободу. Свободу. Когда Украина победит в этой войне, мы все вместе победим. Мы не можем говорить, что одна Украина воюет. Мы все вместе должны стоять и поддерживать. Когда Украина выстоит, мы, чеченцы, сможем получить свою свободу, потому что над нами совершено очень страшные преступления. И Запад, Америка, они будут способствовать, сейчас уже начинается процесс над Россией, для того, чтобы фашистскую Россию и военного преступника Путина признали таковым на юридическом уровне. Это очень важно в современном мире, и я думаю, скоро это произойдет, и мы получим свою свободу. И миротворцы, международный миротворческий контингент, вероятно, это будет украинский, я не против, чтобы это был и грузинский, будет к нам введен, и, может быть, еще какие-нибудь иностранцы, международный контингент миротворцев, чтобы мы не вырезали всех подряд, заодно и всех родственников кадыровцев. Мы, чтобы был порядок, чтобы все было в соответствии с законом. Выберем себе парламент, президента и, иншаллах, заживем хорошей, нормальной жизни. Друзья, на этом наш сегодняшний стрим заканчивается. Спасибо, что сегодня вы меня особенно сильно поддерживали. Спасибо. Я постараюсь каждый день выходить. Я постараюсь сегодня вечером тоже выйти. Даст Бог, если получится. Этот наш стрим я скачаю и залью потом на YouTube. Смотрите меня на YouTube. Подписывайтесь на другой канал в ТикТоке Аслан Арцуев. Меня так зовут. На канале YouTube Reality, как вот этот ТикТок канал называется. Точно так же в YouTube он называется. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего. До свидания, друзья.